Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начинаем конференцию, вернее, официальное открытие конференции намечено на сегодня на 15:45 якутского времени, но секционные занятия начинаются раньше, сегодня, значит, с утра, потому что, насколько я поняла, согласно программе у нас мероприятий в рамках конференции достаточно много. Меня слышно? Да, Да, слышно. слышно. Добрый день. Слышно. Здравствуйте. Вот, и мы вот предусмотрели вот такую секцию «Язык, масс-медиа, языковая норма», исходя из того, что на самом деле сейчас вообще с нормой что-то непонятное происходит, да? Значит, норма рассматривается по большому счету как вариативность. Если норма вернее, характеризуется как вариативность, значит, у некоторых специалистов норма – это выбор. И тогда вообще нужна ли нам орфография и, значит, какие могут быть механизмы внедрения вообще в языковую практику и устную, и письменную, какой-то нормативности. Вот для того, чтобы по этим вопросам обменяться мнениями, мы включили в программу конференции такую секцию, но, значит, участников у нас, насколько я понимаю, не так много, но тем не менее, я думаю, что мнения для нас будут очень ценные. Поэтому позвольте мне слово для первого доклада предоставить доктору филологических наук, профессору, заведующий сектором языков народов Сибири Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук Наталье Борисовне Кашкаревой. Пожалуйста, Наталья Борисовна, микрофон ваш. Вас пока не слышно. Наталья Борисовна, у вас микрофон выключен. Наталья Борисовна, у вас выключен микрофон. Мы вас не слышим. Так, скажите, пожалуйста, сейчас меня слышно? Все появилось, спасибо. Начинайте. Так, а презентация моя видна? Видно? Есть презентация. Ага. Хорошо, большое спасибо, дорогие коллеги. Я очень рада, что в рамках этой конференции поднимается такой важный вопрос, как норма, особенно норма в медийном пространстве, потому что я буду сейчас рассказывать о хантыйском языке, для которого представление о норме и необходимость регулирования этой нормы, мне кажется, стоит очень остро. И сейчас прозвучало высказывание о том, что многие специалисты, и я это знаю из работы орфографической комиссии РАН по русскому языку, считают, что нормировать язык необходимости нет, пусть все пишут, как они могут, но так, наверное, можно говорить в каких-то пределах применительно к таким языкам, как русский, когда есть отдельные небольшие фрагменты, где колеблется эта норма. Но я сейчас покажу пример хантыйского языка, для которого совершенно очевидно, что отсутствие какой бы то ни было нормы приводит к очень плачевным последствиям. Хантыйский язык – это один из финно-угорских языков, и письменность на нем развивается на 4 диалектах. Ну, вообще-то на всех диалектах она развивается, но в школе преподается обучение на 3 диалектах. Некоторые из этих диалектов очень близки, и для них вполне можно было бы использовать единую наддиалектную норму в школьных учебниках, но допуская лексическую вариативность, фонетическую вариативность, но не графическую вариативность, потому что она точно, абсолютно все эти диалекты объединяет. Но есть, конечно, и некоторые другие диалекты, которые грамматически очень сильно отличаются от других. Для них, конечно, нужно
вводить другие принципы и разрабатывать даже другой алфавит. Поэтому на сайте Института языкознания РАН появились списки, обновленные списки языков народов Российской Федерации, и в этих списках хантыйский язык представлен уже не единым языком, а двумя самостоятельными языками, хантыйским и кантыкским. Ну, я думаю, что здесь и дальнейшее членение было бы возможно. Проблема состоит в том, что диалекты хантыйского языка административно и территориально принадлежат к разным округам. Часть диалектов распространена на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, а другая часть на территории Ханты-Мансийского округа Югры. И причем это именно те диалекты, которые очень-очень близки между собой. И получается, что для одних диалектов административное управление идет с одной стороны, а для других с другой стороны. Они между собой никак не пересекаются, и школьные учебники, комплекты создаются на основании разных традиций, даже там, где эти традиции можно было бы как-то унифицировать. Хантыйский язык в медийном пространстве представлен довольно хорошо. Есть и передачи, очень хорошие, высокого качества передачи, там работают замечательные корреспонденты, которые блестяще говорят на родном языке. Это красиво, это с большим удовольствием воспринимается. Но обратите внимание, вот название этой программы – это «Искорка». И тут есть буква «Л» с такой запятой справа. Это обозначение для щелевого звука «х», и дальше мы увидим на других слайдах, как тот же самый звук даже графически обозначается совершенно иначе. В соцсетях тоже хантыйский язык представлен богато. Есть некоторые очень информативные сайты и страницы, где можно найти богатую информацию, разного рода. Но в газете представлено два основных печатных органа. Это газета, которая издается на Ямале, и газета, которая издается в Югре. И вот здесь начинается такой орфографический разнобой, который позволяет говорить о том, что орфографической нормы вообще не существует. Ну вот в зависимости от выпускающего редактора вы видите даже слово, такое базовое слово «язык», «ясм», может обозначаться на титульной странице одинаково, но, правда, под напором нашей критики газета совершенствуется, и таких случаев становится все меньше и меньше. Ну, вот это вот слово «язык», оно очень вариативно, в этом слове нет ни одной невариативной буквы, и, в принципе, возможно 32 варианта, и, я вас уверяю, они все реально встречаются. И можно посмотреть на обложки хантыйских учебников, я здесь выбрала только учебники для 2 класса, и вы видите, что вот это слово «хантыйский язык», слово «язык», даже на обложках учебников представлено вот в таком большом по-разному. Это одна проблема – отсутствие орфографической нормы. Конечно, это не способствует пониманию тех текстов, которые публикуются в газете. Есть разработанные научно обоснованные принципы хантыйской орфографии, но они не принимаются, и прежде всего не принимаются сотрудниками газеты, которые привыкли писать так, как они пишут, и на страницах газеты, в зависимости от того, какой корреспондент пишет тот или иной сюжет, он пишет, используя те привычные для него способы обозначения слов, которые он считает подходящими. И научно обоснованные принципы отвергаются прежде всего газетой, которая настаивает на своем вот этом собственном видении и формирует этот самый графический и орфографический разнобой. Но есть и чисто языковые особенности, касающиеся языка газеты. Это, конечно, переход от синтетизма к аналитизму. В хантыйском языке исконно в фольклорных текстах представлены синтетические конструкции для выражения отношений между событиями. Но в языке газеты, конечно, формируется тенденция к аналитизму, и вместо
синтетических используются аналитические конструкции, но при этом эти конструкции возникают прежде всего там, где необходимо выражение новых смыслов. Например, для выражения быстрого следования. Конечно, в фольклорных текстах такие тоже встречаются, но очень редко, и они выражаются как-то по-другому. Ну вот несколько примеров быстрого следования, вот актуализация причинно-следственных отношений. У меня было счастливое детство, счастливое потому, что дом, в котором я выросла, был полон народу. Уступительные отношения, которые, ну, в принципе, для фольклорных текстов не очень характерны. Отношения меры и степени. Посмотрите, здесь начинают формироваться скрепы по образцу русского языка, которые включают два показателя связи в главной и в зависимой частях. То есть тут начинается такая проекция для выражения отношений, которая заимствована из русского языка. Очень ярко можно наблюдать изменения по развитию изъяснительных отношений. Они, в принципе, в фольклорных текстах не так часто встречаются, потому что там нет необходимости говорить о том, где получена эта информация. Это обычно выражается категорией эвиденциальности, категорией глагола неочевидного наклонения. Как только эта морфологическая форма появляется в тексте, то, в общем, понятно, что здесь есть переключение от одного рассказчика к другому, или информация маркируется как информация из других рук, но в газете, естественно, источник информации начинает оформляться при помощи изъяснительных сложно подчиненных предложений, в которых используются аналитические показатели связи. Таким образом, нельзя сказать, я не могу сказать, что язык газеты разрушается. Наоборот, я бы оценила развитие языка газеты как позитивное и положительное, потому что начинают развиваться эти новые средства именно в тех местах, где они необходимы, потому что это новые для языкового общения смыслы. И кроме того, прямого заимствования русских средств нет, не наблюдается, так, чтобы прямо взяли русский язык, да, и пересадили на хантыйскую почву, а начинают развиваться собственные средства на основе тех возможностей, тех ресурсов, которыми располагает сам хантыйский язык. Поэтому я в целом оцениваю развитие языка хантыйской газеты как очень позитивное. Оно говорит о жизнеспособности хантыйского языка и способности включить в себя языковое богатство, которое необходимо для выражения. Но, конечно, установление единых норм было бы очень перспективным для создания наддиалектной формы хантыйского языка, для ее такого естественного складывания. Это позволило бы объединить диалекты, распространенные на разных территориях, в рамках единой языковой нормы. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Борисовна. Скажите, пожалуйста, коллеги, есть ли вопросы к Наталье Борисовне какие-то? У Надежды Ивановны вопрос возник. Наталья Борисовна, скажите, пожалуйста, а словарь орфографический вообще есть? Я пропустила, может быть, начало вашего выступления. Да, орфографический словарь есть, и он разработан в соответствии с теми научными принципами, о которых я говорила. То есть есть, ну, как бы вот несколько таких традиций орфографических. Одна традиция научно обоснована, и ею пользуются прежде всего ученые, сотрудники Обско-Угорского института научных исследований и практических разработок. Есть и справочник по орфографии хантыйского языка, и небольшой по объему пока, но все-таки он есть, он издан, орфографический словарик. Но проблема в том, что вот эта орфография, она не утверждена. И когда-то в 1991 году был утвержден алфавит, не орфография, а именно алфавит, хантыйский алфавит. Но в нем были даны только
буковки. Но сами понимаете, что если бы для русского языка мы имели мягкий знак и твердый знак, но не имели бы правил использования этих букв, то мог бы тут возникнуть очень широкий разнобой. Вот такая ситуация и сложилась применительно к хантыйскому языку. Буквы-то есть, но каждый из пишущих использует их сам как может и как хочет. И вы видели, что школьная традиция здесь не формирует, не способствует тому, чтобы единая орфографическая норма сформировалась. Потому что каждое новое поколение школьников приходит в школу, и каждый из них учится по-новому. И более того, вот сейчас издана новая линейка школьных учебников. Каждый из учебников писал разные коллективы авторов, и оказывается, что для первого класса учебник написан в одной орфографической традиции, для второго в другой орфографической традиции. И представьте, вот ребенок, который приходит учить хантыйский язык, которым он и не очень, может быть, хорошо, свободно владеет, и из класса в класс ему приходится переучиваться и переходить с одной орфографической традиции на другую, которая, в принципе, везде нестабильна. Поэтому, несмотря на наличие рекомендаций ученых, пресса протестует. Вот самый мощный вот фактор противодействия в введении единых норм – это, как ни странно, пресса. Но при этом такой сложный вопрос, потому что, конечно, журналисты и корреспонденты – это самый образованный слой хантыйской интеллигенции. Конечно, они носители письменной традиции. Они привыкли так писать, их так в школе учили, всех по-разному. Им очень трудно психологически отказаться от своих привычек и перейти на какие-то новые стандарты письма. Поэтому я думаю, что вот сейчас готовятся разные мероприятия, связанные с нормированием языков Российской Федерации. Для хантыйского языка это необходимо. Наталья Борисовна, у меня еще один вопрос, может быть, он не совсем к вашей теме относится, но поскольку у вас речь идет о медиатекстах, есть ли свой публицистический стиль на хантыйском? Потому что, допустим, вот с якутским языком и вообще с молодописьменными языками, в общем-то, есть в этом отношении проблемы. Я думаю, что, конечно, в газете формируется именно публицистический стиль. И я думаю, что вот эти синтаксические его признаки, как формирование определенного синтаксического типа предложений, его широкое использование, лексика, которая частично заимствованная, частично она начинает осваиваться хантыйским языком, и начинают появляться собственные термины, но это не так интенсивно проходит, как, наверное, могло бы проходить. То есть, конечно, язык газеты – это совершенно особый стиль. Так мало, вряд ли кто-то так говорит. Фольклор очень сильно отличается, фольклорный язык, конечно, отличается от бытового языка, поэтому я думаю, что изучать публицистический стиль на примере хантыйских газет, конечно, можно. Направление, тенденция такая, безусловно, есть. Но вот сказать, что он сформировался, очертить его, какие-то такие признаки, я пока затрудняюсь, но это очень хороший вопрос, и он заслуживает отдельного исследования. Спасибо. Наталья Борисовна. Наталья Борисовна, у меня еще есть вопрос. Существует ли уже, не говоря уже о правиле, правописания, существует ли какая-то определившаяся позиция в отношении заимствованных из русского языка, входящих из русского языка слов? Они в исходной основе прописываются или есть какая-то тенденция, фонетизации или там каких-то изменений? Слова, которые были давно заимствованы из русского языка, они, конечно, фонетически освоены. Например, не допускается стечение двух согласных в начале слова, поэтому такие слова, как «школа», в старописьменных текстах звучат как «ашкола».
То есть появляется гласный в начале. Или, например, кружка, кушка. Но в газете часто встречаются вкрапления и используются, ну, в хантыйском языке нет звонких согласных, но если в русском заимствованном слове звонкие согласные есть, то они ну, пишутся, записываются так, как это в русском языке принято. Например, если это слово «округ», то, например, наш округ будет записано «округев», с буквой «г», обозначающей звонкий согласный. Поэтому вот в таких терминах, которые особенно относятся к социально-политической сфере, освоение не так широко встречается. Они скорее просто как кальки из русского, то есть они грамматически осваиваются, но графический облик скорее остается заимствованным из русского языка. Спасибо большое. Есть еще вопросы к Наталье Борисовне? Вопросов нет. Тогда переходим к следующему докладчику. Спасибо, Наталья Борисовна. Значит, Сахибан Сатимбаевна здесь? Муллаева. Елена Александровна Самсонова здесь? Ага. Елена Александровна. Да, я здесь, здравствуйте. Ага, очень хорошо. Здравствуйте. Тогда, значит, слово для следующего доклада предоставляется учебному мастеру кафедры зарубежной журналистики и литературы, соискателю кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государственного университета Елене Александровне Самсоновой. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я сейчас запущу демонстрацию экрана. Так, презентация. Надеюсь, что ее будет видно. Так, слайд-шоу. Сначала. Так, я являюсь учебным мастером кафедры зарубежной журналистики и литературы и соискателем кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ. В Москве сейчас еще только 5 утра. Ну, я очень рада приветствовать вас на этой конференции. Я очень рада здесь выступать. Тема моего доклада – язык ролевых средств массовой информации в условиях социальной сетевой коммуникации. Тема моего исследования несколько выбивается в этой секции, но тем не менее я буду говорить о языке ролевых СМИ. Я рассматриваю язык в данном случае как комплексное явление, которое включает в себя как традиционную лингвистическую интерпретацию, так и использование знаков различных других семиотических систем. То есть это различные типы систем, не только язык в традиционном понимании. Итак, социальные сети являются одним из наиболее популярных средств межличностной массовой коммуникации в молодежной среде. Развитие данного типа новых медиа способствует активному переходу молодежных субкультур из реального пространства в виртуальное. В частности, у нас произошла модификация субкультуры ролевиков, которая традиционно предполагала участие молодых людей в ролевых играх живого действия. У нас в условиях социальной сетевой коммуникации ролевые игры стали представлять собой процесс такой создания медиатекстов вербально-визуального характера. То есть используется и текст традиционной лингвистической интерпретации, и визуальный ряд. А ролевой мир, как субкультура, обладает своим особым дискурсом, который включает в себя несколько форм коммуникации, одной из которых как раз являются ролевые СМИ. Мы будем говорить о ролевых СМИ. Исследование проводилось на материале 2 сообществ ВКонтакте, которые позиционируют себя как ролевые СМИ. Это такие СМИ, как Millennium и Мегалидунама. Я буду использовать аббревиатуру MDN, чтобы сократить время на свой доклад, чтобы не повторяться. Итак, данные СМИ представляют собой сообщество социальной сети ВКонтакте. Новостной контент для них ключевой.
Дискурс ролевых СМИ формирует своеобразную субкоммуникацию или коммуникацию для своих. Субкультура – это всегда субкоммуникация. Когда в данном случае как раз мы говорим о продукте деятельности субкультуры, о результате деятельности представителей определенной субкультуры. И в связи с этим целью нашего исследования стало изучение способов формирования субкоммуникации на различных уровнях данных ролевых СМИ. Самый общий уровень – это уровень дискурсивный. Он связан с самой спецификой исследуемых ролевых СМИ. Создатели сообщества Millennium не указывают конкретный тип СМИ, к которому относятся их объединения. Однако проведенное нами исследование показывает, что каждый выпуск сообщества можно рассматривать как имитацию деятельности современной газеты, функционирующей в условиях конвергенции. Это такая попытка сделать электронную газету, цифровую. Что касается сообщества второго МДН, оно, напротив, открыто демонстрирует свою принадлежность к определенному типу СМИ. В частности, они позиционируют себя как телеканал ролевого мира. Здесь важно то, что телевизионный контент создается посредством вербальной и визуальной знаковых систем. Не используется аудиовизуальный ряд, традиционно характерный для телевидения. В обоих случаях выпуски конструируются на базе технических возможностей раздела статьи в социальной сети ВКонтакте. Я думаю, это известная функция. И этот раздел позволяет использовать вербальные, визуальные, различные знаковые системы. Как мы здесь видим, на стене публикуется ссылка с обложкой, то есть изображением, сопровождается музыкальной заставкой в сообществе МДН или хэштегом «Милли-выпуск», то есть «Милли» сокращенно от «Millennium» в ролевом СМИ «Millennium». Следующий уровень, уже композиционный, он предполагает схожее расположение вербальных и визуальных элементов во всех выпусках каждого из исследуемых СМИ. И имитацию структуры конкретного типа СМИ. То есть МДН – это имитация телевизионного выпуска, а Millennium – имитация выпуска электронной газеты. Можно говорить о так называемой шапке, расположенной в начале каждого выпуска. В частности, в сообществе МДН она включает в себя следующие элементы. Это номер выпуска, приветствие, представление ведущего. Дальше идет визуальный элемент. Это изображение, компьютерное изображение ведущего, имя ведущего и, соответственно, логотип телеканала. В Millennium только, по большому счету, присутствует вербальная составляющая, это номер выпуска, а дальше идет баннер, ну, то есть как бы визуальная часть, но она уже все-таки относится к основной части, не к шапке так называемой. Дальше мы переходим к основной части каждого из этого выпуска, каждого из выпусков. Основную часть выпусков в сообществе Millennium составляет подборка материалов, так называемых медиатекстов, размещенных с учетом того, какая ролевая игра послужила источником информации. Здесь элементы медиатекстов располагаются в следующем порядке. Вот, как я уже сказала, начинается с баннера, баннер с названием игры, дальше ссылка на ролевую игру, потому что, как правило, ролевая игра – это определенное сообщество. Дальше сами новостные тексты, сгруппированные по датам, и они сопровождаются визуальным и аудиовизуальным контентом, преимущественно визуальным. Аналогичным образом строится основная часть выпуска ролевого телеканала, за исключением того, что здесь не используется Здесь не используется баннер с названием игры, здесь присутствует только ссылка. Нету группировки по датам, а начинается с перечня главных новостей, на которые также присутствуют гиперссылки. И завершается каждый выпуск МДН, это сообщение о завершении выпуска, прощение, может быть, пожелание хорошего дня или еще какое-то пожелание, но не всегда бывает, так же, как и в обычном телевизионном выпуске. А в Millennium каждый выпуск завершается упоминанием сотрудников, которые работали над данным выпуском. То есть так же, как это делается обычно в печатном СМИ. Ну, даже в электронном печатном СМИ тоже. Следующий уровень формирования субкоммуникации – это уровень тематический. Он связан с тематической направленностью медиатекстов данных СМИ.
Журналисты-ролевики обращаются к различным медиатопикам, связанным с конкретными играми и также с ролевым миром в целом. В качестве наиболее частотных тем я вот выделила следующие, они указаны на экране. К ним относятся сюжеты ролевых игр и непосредственный игровой процесс, кадровые изменения в ролевых играх, развлечения в ролевом мире всевозможные. Дальше это конкурсы, викторины, квесты, награждение победителей, тех, кто участвовал в этих квестах, конкурсах и так далее. И еще актуально поздравление участников ролевых игр с днем рождения ролевой игры и с другими праздниками, связанными с ролевым миром. Следующий уровень – это уровень визуальной коммуникации для своих или так называемых субкоммуникаций формируется и на этом уровне. В обоих СМИ активно публикуются визуальные элементы, связанные с виртуальным миром и конкретной игрой или персонажем. Иллюстраторы ролевого телеканала МДН часто дополняют материал не только компьютерными рисунками, но и фотографиями на тему ролевой игры, в то время как для Millennium характерно преимущественно только преобладание компьютерной графики. Здесь фотографии редко используются. Популярностью пользуются всевозможные коллажи, сделанные с помощью компьютерных программ. И, я думаю, для следующего уровня наиболее интересный для нас – это формирование субкоммуникаций на лексическом уровне. Здесь следует отметить особую значимость имен собственных для обоих СМИ. В первую очередь это топонимы, которые включают в себя названия государств ролевого мира, городов, озер, рек и так далее. Дальше это имена самих персонажей, названия различных учебных организаций, названия развлекательных заведений, названия средств массовой информации. Это наиболее частотные категории. Здесь я выделила топоним – это город, дальше название учебных заведений, название факультета здесь должно быть, и имя собственное герой, самое нижнее, Анхен Кравец Рысенко, это имя персонажа. Дальше нужно сказать о наличии существительных, как о наличии лексики. Ну, в первую очередь, существительные, связанные с сюжетом каждой из конкретной ролевой игры. То есть это формирование своего особого мира в рамках ролевой игры. Вот, допустим, у нас здесь фрагмент материала, посвященный ролевой игре, связанный с учебным процессом. И вот здесь мы видим много лексических единиц, связанных с этой темой. Школа, контрольная работа, автоматы, допуски, ученики, новый учебный год, обучение и так далее. И здесь важно, что еще много однокоренных слов, например, учебный год, обучение и так далее. То есть это формирование субкоммуникации более мелкой в рамках более масштабной субкоммуникации. Все СМИ – это субкоммуникация, а каждая конкретная игра – это менее масштабная субкоммуникация. Следующий тип лексики – это ролевой сленг, и его обилие обращает на себя внимание. Его можно разделить на два типа. Первый тип – это так называемая общепотребительная лексика, получившая особое толкование в контексте ролевого мира. Здесь вот у нас, например, союз, присутствует союз ролевой игры с конкретным институтом ролевого мира, то есть это могут быть СМИ, всевозможные министерства, есть Министерство магии, различные школы и так далее. То есть союз – это определенное объединение ролевой игры в этом мире с определенными институтами ролевого мира. То есть это достаточно специфическое слово. Ремонтные работы – это процесс становления игры для внесения каких-то изменений в нее. То есть это обновление сюжета, написание каких-то элементов, когда игровой процесс не осуществляется, так называемые ремонтные работы. Управляющий ролевой – тоже особое слово, особая лексическая единица – это человек, который руководит ролевой игрой. То есть вроде бы слово достаточно распространенное, управляющий, но здесь оно принимает особый смысл. Другая составляющая ролевого сленга – это непосредственно ролевой сленг, то есть лексика, характерная исключительно для ролевого мира, для ролевых игры. Это канонный персонаж, часто используется аббревиатура. Да, надо отметить, что здесь характерные аббревиатуры: КП вместо канонный персонаж, НПС вместо неигровой персонаж.
если говорить о значении, то канонный персонаж – это персонаж, который взят уже откуда-то, это персонаж, имеющий определенные черты, а не игровой персонаж – это персонаж, использующийся исключительно для развития сюжета. И из-за него не может быть осуществляться отыгрыш. Все, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Александровна. Пожалуйста, вопросы. Надежда, пожалуйста. Елена Александровна, скажите, пожалуйста, вот количество участников этих ролевых игр, из каких регионов, стран и так далее, можно вообще как-то узнать, ну, понять, кто там играет и откуда? В данном случае это Россия, здесь это русскоязычное сообщество, это эти ролевые СМИ, которыми я занималась, они освещают ролевые игры российские, соответственно, там участники из России. Количество это достаточно сложно, потому что войти в ролевой мир непросто. Каждая игра предполагает отбор участников. И есть определенные периоды, когда они набирают участников, и в это сообщество входят новые люди, поэтому это отслеживать достаточно сложно. Кроме того, ролевой мир включает в себя различные вселенные, так называемые. И это достаточно сложная вещь, поэтому ответить на ваш вопрос очень сложно. Это надо заниматься именно такими метрическими измерениями, именно о количестве участников и то, откуда они, где они находятся. Это автоматически не отражается? Нет, нет. Хорошо, теперь еще, вот сюжеты этих ролевых игр, они, что-то мифическое, но, видимо, все-таки на опыте повседневной практической жизни, так? Видимо. Это бывает по-разному. Бывает, используются уже конкретные сюжеты, и на их основе осуществляется игра, а бывает это выдуманное, чисто выдуманное. И аудитория, скорее всего, молодежная. Да, да, конечно. Я занимаюсь именно молодежной аудиторией. И, естественно, да, ролевыми играми занимаются молодые люди, это школьники, студенты. Вообще ролевой процесс – это достаточно времязатратный процесс, интеллектуально-творческий так называемый. И, как я уже сказала, туда попадают не все, не любой человек может стать участником ролевой игры, происходит определенный отбор. И это достаточно такой сложный. Но для этого нужно иметь ресурс временной и уметь хорошо писать, потому что это все-таки в первую очередь вербально-визуальное творчество, в первую очередь вербальное, то есть надо уметь хорошо писать. Спасибо. Есть еще вопросы к Елене Александровне? Вопросов нет, Елена Александровна, спасибо вам большое, что вы не в самое удобное для себя время сумели себя поднять и подключиться. Да, у нас 5 часов утра, скоро 6. Это интересное выступление, в принципе, лично для меня это совершенно что-то принципиально новое. Спасибо. Надежда Матвеевна Васильева здесь подключилась? Надежда Матвеевна. Есть, да? Ага, Надежда Матвеевна, значит, микрофон ваш, научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук, кандидат филологических наук. Пожалуйста, Надежда Матвеевна. Спасибо. Запускаю демонстрацию экрана. Тут мне разрешают, да? Так. Появилась. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники конференции. Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера-Суран постоянно проводит мониторинг республиканских газет на предмет соблюдения орфографических норм якутского языка. Данный мониторинг осуществляется для внедрения единого орфографического режима в республике, выявления тенденций развития языка и социальных основ, возможной кодификации новых норм.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современной языковой ситуации наиболее уязвимой областью, где чаще всего встречается несоблюдение орфографических норм якутского языка, является интернет-коммуникация. В связи с этим возникает необходимость постоянного наблюдения, отслеживания и анализа материалов в сети интернет как языкового феномена. На материале интернет-газета Артик.ру и информационного агентства Сахалайф.ру за 2020-2021 годы мы проанализировали современное состояние соблюдения орфографических норм якутского языка в интернет-ресурсах. Всего нами рассмотрено около 150 сообщений из ленты новостей на якутском языке. Исследование основывалось на кодифицированные источники орфографических словарей якутского языка и правила якутской орфографии. Но выбор данных сайтов обусловлен интересом к нему многих пользователей. Посещаемость, например, в Сахалайф.ру, как пишет главный редактор, составляет до 30 тысяч визитов в будние дни. В ходе анализа исследуемых интернет-материалов отмечаем следующее. Но в части правописания снов и аффиксов исконно якутских слов в целом правила якутской орфографии соблюдаются. Однако встречаются следующие нарушения правил орфографии. Например, ангар, ангардас. Слова, согласно правилу 15, слова с вариантами произношения по долготе и краткости гласного типа пишутся с долгим гласным. Ангар, ангардас. Дальше наречие салгы неправильно пишется, по словарю должно быть салгы через г. К нарушениям правил орфографии относятся написание слов через удвоенный н, огоннон, беленнен, ырыннан, цырыннан, кайышканнан, а также заимствованных слов команданнан, программаннан. Согласно правилу 26, существительные с конечным гласным в орудном падеже пишутся через одно н. Беленен, ырынан, цырынан, кайышканан, команданан, программанан. Такое написание в Сахалайф.ру используется в основном в новостях, принятых из сообщений пресс-службы администрации Сунтарского улуса. Нарушения связаны с влиянием диалектного произношения и считаются несоблюдением орфографических норм. Правописание заимствованных из русского языка слов. Но для якутской орфографии проблема орфографирования заимствованных слов до сих пор остается актуальной. Со времен проникновения русских слов в якутский язык всегда идет тенденция к фонетизации заимствованных слов. Это объясняется различием звуковых систем русского и якутского языков, а также тем, что в якутском языке еще в дореволюционное время было заимствовано устным путем свыше 3000 слов, которые были стихийно фонетизированы, и это обстоятельство создало устойчивую традицию. Словарь нынешний отражает новую тенденцию в орфографировании заимствованных слов и несколько увеличивает количество нормативных слов в фонетизированной форме. В якутской орфографии правописание заимствованных слов основывается на 13 правилах. В анализируемых материалах заимствованные слова, ранее орфографируемые в русской форме, последовательно правильно пишутся по словарю в фонетизированном виде. Например, аптар, армия, бентие, благакка, брабыталыстава, критика, летчик, министр на стороне и так далее. Такое слово большинство. Дальше отмечаем, что не соблюдается правило номер 43, в котором говорится, что давно заимствованные русские слова, фонетически и грамматически полностью освоенные заимствующим языком и получившие широкую употребительность в разговорной речи народа, пишутся в фонетизированной форме. Но тут допускаются следующие нарушения правил. Например, вот основы некоторых заимствованных слов, регламентированные словарем в фонетизированном виде, орфографируются в русском начертании. Например, кандидат, контракт, премия, телефон, спорт, концерт, художник, станция, профессор. Эти слова все по словарю должны орфографироваться в фонетизированном виде. Дальше. Заимствованные слова пишутся в двух вариантах. В русском начертании и фонетизированном виде. Активист, активист, библиотека, библиотека, билет, билет. Это в двух и так далее
в двух ресурсах, интернет-ресурсах, их много. Широкое употребление таких слов в двух вариантах. Дальше встречаются единичные случаи написания заимствованных слов, приблизительных к их русским прототипам. Вот, например, идеология, медицина, музыка, номинант, телевидение и так далее. Это считается грубым нарушением правил орфографии. Также нарушается правило номер 58 о правописании прописанных букв. Например, «Бүтін Россия» пишется с маленькой буквы в арткру, а правильно «Бүтін Россия» или «Россия» с прописной буквы. Неправильно орфографируется название религиозного праздника, например, «Оргоспа» Сахалайфру, по словарю «Оргоспа». Правописание аффиксов заимствованных слов. Но в интернет-материалах допускаются нарушения правил при аффиксировании заимствованных слов, а также фамилий в русском начертании. Например, экономический, гран-при тын, титрдах, экспертной, генетиптары, тельтыинан, шишигентан, Сергеев-тын, Никитинга, Кириллинга. Согласно правилу 55, должны орфографироваться как экономической, гран-при, титрдах, экспертной и так далее. Допускаются и другие нарушения правил словаря, правил орфографии и словаря, например, членнер, тут члеттер пишут, должно быть по правилу номер 23 членнер, прокатка, интернатка, по аналогии с якутским языком от ака, от ика должно орфографироваться прокатка. Ну и тут единичные случаи тоже есть нарушение, или может это опечаток, эперегеля должно быть, метере, сестере пишут, должно быть метере, сестере. И вот слово специалист в фонетизированном виде правильно будет и специалист, а тут использует и специалист или и специалист в двух вариантах. Это считается тоже нарушением. Но правописание дефиса в якутской орфографии также вызывает трудности. В рассматриваемых материалах зафиксированы сочетания слов типа мастер-класс, сосотох, написанных раздельно. По словарю пишутся через дефис. Мастер-класс по аналогии с русским языком пишется через дефис. И сосотох тоже через дефис пишется. Но в якутском языке появились новые слова, типы слов, написание которых не регламентировано и поэтому испытывает колебания. Так, например, неологизм с вариантами употребления WhatsApp, вошедший в якутский язык через посредство русского языка, пишется как в текстах якутоязычных газет, так и в интернет-ресурсах в двух фонетизированных вариантах, например, WhatsApp, WhatsApp. Но в этом случае рекомендуем написание WhatsApp, поскольку этот вариант является более распространенным в речевой и письменной практике, а также соответствует фонетическим нормам якутского языка, например, «үссен», «көсü», «массына», «берепестер», «береседятель» и так далее. Но в связи с пандемией COVID-19 в якутском языке широко употребляется сочетание слов с компонентом онлайн, например, онлайн-выставка, онлайн-конференция, онлайн-юрях. Данная группа слов в русском языке пишется через дефис, и следуя этой рекомендации, сочетание, например, онлайн-тюгюльге нужно написать с дефисом. Онлайн-тюгюльге, онлайн-площадка. В материалах использовано вариантное написание раздельно или через дефис, сочетание сугал-штаб, оперативный штаб. Так как слово сугал оперативный является именем прилагательным, сочетание пишется без дефиса, при этом слово штаб должно быть фонетизировано. Сугал-штаб. Таким образом, краткий анализ материалов информационных интернет-ресурсов Artik.ru и Сахалайф.ру
показал следующее. Ну, в целом правила орфографии по правописанию исконно якутских слов соблюдаются, кроме частого употребления в орудном падеже аффиксов через удвоенный «н». Устоявшиеся в разговорной и письменной речи, заимствованные из русского языка слова, правописание которых регламентировано орфографическим словарем якутского языка в фонетизированном виде, используются с соблюдением норм. Русизмы, основы которых ранее орфографировались в русском начертании, пишутся в двух вариантах – в фонетизированном виде и русском начертании. По орфографическому словарю якутского языка регламентировано безвариантное написание таких слов в фонетизированном виде, а слова, представляющие общественно-политические, научно-технические понятия и не поддающиеся фонетическим нормам якутского языка, по правилу пишутся с сохранением русской формы обозначения основы. И редакции не считают нужным вносить коррективы в части орфографического оформления публикуемого материала, предоставляют как бы свободу автора. И основная задача вот действующей якутской орфографии – это обеспечение единообразного и стабильного написания всех якутских слов, в том числе заимствованных, представленных в фонетизированном виде. И поэтому мы работникам СМИ рекомендуем соблюдать орфографические правила, всегда следовать орфографическим правилам и словарю якутского языка, не допускать толерантного отношения к негативным изменениям письменной речи и речевой культуры. Спасибо за внимание. Спасибо, Надежда Матвеевна. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Если есть, Надежда Ивановна. Вы знаете, что, Надежда Матвеевна, тогда у меня есть вопрос. Значит, Ой, не слышно. Вот вообще я не уверена, что нам когда-либо удастся избежать вот этих орфографических ошибок в отношении слов заимствованных, тем более неологизмов. Почему? Потому что на самом деле, на мой взгляд, орфография должна быть основана на орфоэпических нормах, а этих норм у нас нет на самом деле. То есть мы на заимствованное слово. Поэтому то, что как бы искусственно через правила орфографии навязывается, оно не может стать нормой. И то же самое вот в отношении, значит, словоизменения и словообразования, да, вот этих неологизмов, заимствованных из русского языка. Вот пример титр-дах. На самом деле произносится титр. Там есть между согласными огласовка. И согласно, именно согласно вот этой произносительной норме пишут уже дах. То есть не переднего ряда, а заднего. Нет, наоборот, не заднего. Нет, да, не переднего ряда, Переднего ряда. Да, гласный стоит. Мне кажется, что это на самом деле, согласно норме произносительной, гораздо более верный подход правописания. Ага, спасибо. Ну, у нас норм орфографических правил нету, поэтому, конечно, тут сложно. Но по орфографическим правилам и по традиции, конечно, мы должны соблюдать, например, вот титр-дах. Это уже правила идут с 1939 года. Передние, если у нас в основе слов есть только переднее и тогда будет основа гласные в аффиксе только и или Поэтому тут только по традиции мы пишем. Ага. Ну, принято так, по правилам. Поэтому пишем титр-дех, президент, день и так далее. И это касается также, допустим, фамилий русских, да, на ин, Да. Китин, естественно, Никитин, Шишигин и Шишигины. Шишигине, например, ну, по правилам должно быть Шишигине, но мы всегда говорим Шишигины. Ну, наверное, да. Поэтому тут нормы должны быть орфоэпии. У нас нету. Поэтому сложновато в этом отношении. Нормы, я не знаю, обоснованно ли, пока не установлено у нас. Значит, по идее, мы пошли впереди, так сказать, лошадь поставили, телегу поставили впереди лошади, так ведь? Да. Есть еще вопрос? Да, можно вопрос задать?
Ага, спасибо. Назад Борисовна. А скажите, пожалуйста, как решен вопрос в якутском языке о диалектной базе литературного языка? Он сформировался на основе какого-то одного диалекта или это объединение признаков разных диалектов? И насколько, по вашему мнению, допустимо или должно быть, или может быть представление разных диалектных традиций в литературной норме? То есть насколько могут сочетаться общепринятые и диалектные нормы в письменной речи? Спасибо. Ну, в 30-х годах, когда только вот сформировали орфографию, ну, разработали вопросы орфографии, придерживались окающего говора и диалектов, ну, центральной части Якутии, вот больше заречных улусов. Поэтому орфографическими нормами приняты, например, окающие варианты. Акающие варианты, например, тут у нас в словаре мало, например, ачыгы и так далее. И в последней вот редакции якутской орфографии в словаре приняты вот вариантные, например, агуакай, агуакай. Например, в Центральной Якутии говорим агуакай, а в Вилюйской группе говорят агуакай. И поэтому мы эти два варианта взяли как нормированные. Поэтому агуакай, агуакайда, агуакай, агуакайда, тогда в двух вариантах будем сейчас писать, и это будет нормой. Поэтому, ну, слишком родительных диалектов у нас нету, и диалектные слова мы включили впрок в словарь, потому что они могут быть в дальнейшем использоваться в литературном языке, должны быть литературными формами. Этого придерживается наш академик Петр Алексеевич Слепцов. Это его принципиальная позиция. Спасибо. Так, Надежда Матвеевна, у меня вопрос. Да, пожалуйста. Вот вы говорите, что должны быть вариантные слова. Если да, то в каких ситуациях и в каком количестве? Ну, количество, спасибо за вопрос. Количество, тут ну, малое количество, потому что есть, например, вот отчугуй, отчугуй, агуакай, агуакай и так далее. Тут совсем мало слов, потому что отчугуй, вот Аммачугуя, наш классик, писатель, его псевдоним, он берет, вот, ну, брал когда-то вот отчугуя, и из этих побуждений и вообще использование отчугуй, ну, широко употребляется, поэтому мы вот брали в таком виде, двух вариантах. Отчугуй, отчугуй. Окай тоже в СМИ тоже используются вот эти два варианта, широко употребляются в газетах и в печатных продукциях. Мы до этого изучили, когда приняли новые орфографии, разработали, мы изучали очень много материалов, издаваемых на якутском языке и в СМИ, и печатных продукций, и все это складывается, вот, ну, вошло в норму. Например, тот же агуакай, агуакай. Спасибо. Спасибо. Надежда Матвеевна, вот что касается диалектных слов, то у нас же, по-моему, там был принцип для отбора вот, и включения в орфографический словарь. Ну, если... Те слова, которые не имеют эквивалента в литературном языке. Да, вот, То есть более... Это я хотела сказать, Если не имеет, если, да, если литературный язык не имеет эквивалента, тогда используем диалектное слово. Спасибо. Если очень длинное, там, как определение будет. Вопросов больше нет. Спасибо, Надежда Матвеевна. Наш коллега из Украины, спасибо. Артем Федоренчик, подключился. Тогда позвольте мне слово предоставить старшему научному сотруднику Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук, кандидату филологических наук Азияне Витальевне Баирову. Пожалуйста, Азияна Витальевна. Здравствуйте.
я сейчас включаю презентацию. Мгм. Презентация видна, да, всем? Да, все хорошо. Сейчас. В моем докладе я коснусь некоторых языковых особенностей первых тувинских газет на латинской графике. Тувинский язык, как и другие родственные тюркские языки Южной Сибири, относится к младописьменным языкам, не имеющим длительной письменной истории. Первыми текстами на тувинском языке являются материалы выдающихся востоковедов Радлова, Катанова, которые были собраны во второй половине XIX века, и они опубликованы в первом и в девятом томах фундаментальной серии «Образцы народной литературы тюркских племен». Следующий этап появления письменных текстов связан с созданием тувинской национальной письменности на основе латинского алфавита в 1930 году, которое обусловило начало формирования тувинского литературного языка. Появление национальной письменности было непосредственно связано с историческими и общественно-культурными событиями в Туве в начале XX века. В 1921 году была создана Тувинская Народная Республика, ТНР. Латинский алфавит в целом отражал звуковой состав тувинского языка. За основу был принят фонетико-морфологический принцип, учитывающий звуковой и морфемный состав слова. Следует отметить, что опорным диалектом литературного языка являлся центральный диалект, территория распространения которого исторически и географически была центральной областью Тувы. За недолгий, собственно, период... следует упомянуть, что до 30-х годов широко использовался монгольский язык в быту, в делопроизводстве, которым владело духовенство, чиновники. И обучался он в школах, то есть это использовали старомонгольское письмо, вот тут вы видите вертикальное письмо, то есть использовался именно монгольский язык. Я прошу прощения, у вас презентация не двигается. Не двигается? Сейчас? А сейчас? То есть у меня-то, у меня-то он есть? То есть сейчас. Пока нет. Так, простите. Вот появилась. Угу. Сейчас появилась, да? То есть сейчас опять. Появилась Ага, сейчас я буду листать. Видны, да, там фотографии. Или он там медленно идет? Да, возможно. Пока мы на тувинской письменности с текстом. Ага. А вот сейчас вы видите вот это вертикальное письмо, рукописные тексты. А другим участникам конференции, надеюсь, моя презентация видна? На тувинской письменности застыла. Ой. Застыла. Да, надо стрелочкой попробовать. Все, я-то это. Угу. Все. А вот так. Так, вот хорошо. А вот унифицированный новый тюркский алфавит, он виден? Почему так интересно? Вроде да, я положила. Стрелочкой не попробуйте. А вот сейчас. Я вот прям на мониторе. Нет, не двигается, не листается. Все, вот что-то, видимо, у вас он. Давайте может быть, я завершу. Попробуйте выйти и открыть заранее Появилась ваш рабочий стол. И тогда должно запуститься и листаться. Можно было пока слайд. Так. Так. Демонстрация экрана. Ага. А вот сейчас как? Старомонгольское письмо появилось. Ну замечательно. Ну, то есть сейчас, давайте. Ага, сейчас. Так, я сейчас заново пролистываю. Вам видно, да?
Ну вот тувинские документы на старомонгольском вертикальном письме мы видим, Ага, а дальше? дальше пока нет. Странно. Так. Почему так интересно? А вот сейчас, если так, вот. Вот стрелочка появилась стрелочка, и уже пошло движение. Ага. Да, получилось. Ну ладно, это я, видимо, у себя, вот когда на полный режим ставлю, видимо, он затормаживается. Я так, ну ладно, вот в таком вот виде вам. Вот. Ну, я упомянула о том, что, собственно, до появления собственной письменности на латинской графике широко использовалось старомонгольское письмо, то есть монгольский язык в быту, в обиходе. Вот. Но за относительно недолгий период существования тувинского письма на латинской графике, это получается практически 11 лет, это 30 по 41 год. Тут видны, да, вот там Пушкин, «Капитанская дочка», вот сейчас. Да, все в порядке. Ага, ну замечательно. Ага. Был создан и напечатан немалый объем различной литературы. Это газеты и журналы, учебники для детей и взрослых по обучению новой письменности, литературные сборники и авторские книги, литература справочного характера, законодательные тексты и вот переводная литература. Собственно, вот вы видите, да, то есть Пушкин, тут «Капитанская дочка», вот можете посмотреть Макар Чудра, то есть Горького, 9 января. И следует упомянуть, что вот если вы сейчас, следующий слайд, если виден, это газета «Твара Тыншины», правда, Тувинского арата, видно, да, надеюсь. Вот тут посмотрите, что несмотря на то, что была принята новая письменность на латинской графике, все равно в какой-то степени, особенно вот именно в газетном стиле, все еще использовалось старомонгольское письмо. Вот так, в правой стороне вы видите вот тут вот, где номер, над ним можете увидеть вот, видимо, вот, ну, текст на старомонгольском, это, видимо, ну, то есть название газеты, вот. И в какой-то степени еще сохранялся, ну, то есть так, вот это вторая страничка газеты, а вот третья, четвертая, вот, например, вот до сих пор вот использовался монгольский язык. Вот можете увидеть. Собственно, в нашем исследовании мы бы хотели коснуться некоторых языковых особенностей, которые мы выявили на материале газетных текстов. Вот. Например, в принципе, при исследовании вот этого материала мы также для сравнения привлекали материалы от Радлова, Катанова и некоторые диалектные данные, потому что исследование материалов этого периода тувинского письма, письменности представляет интерес для изучения истории тувинского языка. Самым, наверное, так, вот тут вот эта табличка видна, да, фонетические особенности. Ага. Самым, наверное, ярким вот фонетической особенностью, то, что мы выявили именно в газетных текстах, это то, что констатируется щелевой губно-зубной звук типа «в». Вот тут можете посмотреть, вот чалвыштых, и на кириллической графике или современном языке чалбыштых, «б», там пламенный, например, калвак, вот, а тут калбак, широкий. Вот, получается. Что интересно, что в текстах они означаются графемой вот «в», а в современном языке после сонорных «л», «р» и «й» соответствуют смычно взрывным аллофоном губной фонемы «б». Вот тут варианты, то есть примеры приведены. Встречаются небольшие вариативное использование диалектных вариантов, например, в начале слова, таких вот согласных, как «к», «х», «хемчех», вот этот литературный «кемчех», может быть, это диалектные формы, вот, но их весьма, то есть их не очень много. К морфологическим особенностям можно отнести, наверное, то есть не наверное, а точно
наличие отрицательного, собственно, аффикса на «ва», вот полвас, вот видите, да, на «ва» или «вес» или «вайн», после сонорных «л», «р», и тогда как в современном языке все-таки больше у нас «бас» идет, то есть вариант на «б», полбас, например, парбас, а вот в текстах парвас, например. Дальше мы можем сказать, что встречаются, например, некоторые глагольные формы, которые в современном языке уже практически редко используются или практически перестали использоваться. Это различные формы сослагательного, то есть одна из таких вот редко употребляющихся форм сослагательного наклонения. Вот. Также мы видим, что в текстах аналитическая форма совершенного вида, который стянулся в современном языке до показателя, буквально до П, например, до одного показателя, то есть до одной согласной. В текстах латинского, газетных текстах мы часто встречаем также еще более древнюю форму, можно сказать, вспомогательного глагола, то есть более древнюю, настоящую форму настоящего времени на «у», особенно в вспомогательных глаголах «туру», например, «чуру». Вот пример вот такой. «Арата аплодируя, бурно праздновали», «пайрлап туру». Эта форма практически не встречается в современных текстах, но еще можно их встретить в разговорной речи. Мы это связываем тем, что это результат нормирования, стандартизации письменной формы современного языка. Также, конечно, стоит упомянуть и лексические особенности. Очень много заимствованных из русского языка слов и терминов, то есть это понятно, это какие-то культурные, социальные преобразования происходят в тувинском обществе. Это, тут небольшой список я привела: революция, феодал, капитализм, вот бригад, масса, штраф, большевик. Вот примеры: полукалик и калик, Красная армия, Совет министров, вот, например, Саид Тарчувели, классовая борьба, Ангата Мисели. Заимствования активно осваиваются и развивают свои словообразовательные связи. Например, при помощи аффикса обладания образуются уже такие новые прилагательные: революционный, политический, политик, культурный. Также от заимствованных слов активно образуются глаголы, например, конфискас, наверное, да, вот конфискастар, конфисковать, организастар, организовать, штрафтар. Хотя, например, есть и тувинские аналоги вот таких слов. В следующем примере, например, вот слово конфисковать, конфискастар, употреблено синонимичным вот в парном слове хаврар, отнимать, экспроприировать, взимать. Вот. Что касается действий по конфискации имущества, указанных в этом законе. Вот такой вот пример. Следует упомянуть, что в тувинском языке существовала общественно-политическая и культурная лексика монгольского происхождения. Данная лексика в самом же монгольском языке получает развитие в послереволюционное время. Она создавалась путем переосмысления ранее существовавших слов и увеличения их смыслового объема за счет новых значений. Многие из этих слов также в своих новых значениях в 20-х годах, вот этот период 20 века, были заимствованы тувинцами. И часто в текстах для обозначения некоторых понятий все же используются, может быть, видимо, для усиления смысла или новизны русские заимствования. Например, слово «революция» вместо монгольского «хувискал». Все же, конечно, мы замечаем, что все еще активно в тот период и устаревшая лексика, в современном языке устаревшая лексика, это, например, вот переводчик лемечи, там тиран, деспот, ученик, сподвижник, последователь, вот такие слова.
Ранее нами тоже было проведено исследование языковых особенностей первых тувинских текстов, это материалов Радлова, Катанова. И, как показало наше предыдущее исследование, они имеют весьма существенные различия по сравнению с современным тувинским языком, особенно в фонетике. И эти различия мы относили к особенностям говоров и диалектов, через территории которых пролегал маршрут исследователей и более к раннему состоянию тувинского языка. Проведенное нами небольшое исследование текстов, газетных текстов от 30-40-х годов представляет собой, то есть вот этот период представляет собой предварительный этап становления современного литературного языка. То есть в газетных текстах мы видим активное употребление некоторых, то есть влияние устных форм языка, например, это глагольное отрицание, которое я продемонстрировала в табличке, вариативное употребление диалектных форм. Вот, все еще диалектные как бы тоже отражаются явления. В целом же язык, получается, газетных текстов, несмотря на наши вот эти описанные, озвученные фонетические, морфологические, лексические особенности, на мой взгляд, не имеет никаких значительных вот различий с современным тувинским языком и очень максимально к нему близок. Наше исследование подтверждает высказанное ранее мнение Шулу Черголовича Сата о том, что общенародный, то есть понятный для всех членов тувинского общества язык с незначительными диалектными различиями был вполне оформившимся уже к концу XIX века. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо большое. Татьяна Викторовна, пожалуйста, вопросы. Так, я закрою свою презентацию. У меня есть вопрос, можно, да? Да, пожалуйста. Ага. У меня такой вопрос. В первых тувинских газетах вы сказали вот заимствованные слова театр, клуб, культура, да вот они написали в таком виде. А сейчас вот в современной тувинской орфографии, в современных тувинских газетах эти слова как пишутся? Вообще какие проблемы есть при орфографировании русских слов? Кратко. Я специально как бы этой темой не занималась, но вот есть первый поток, первая волна заимствования, они хорошо усвоены, то есть они прям это в соответствии с фонетикой тувинского языка адаптировались. Есть уже после 30-х годов, у Татаринцева, я помню, он писал, что уже после этого они как-то вот, первично, как в русском языке, то есть, по крайней мере, орфографическим правилам они вот так же употребляются, например. Мы поехали, то есть пошли мы в клуб ТАП, например, там Б прям в основе, хотя там следующий у нас получается Т, клуб ТАП Чорптоус. Мы пошли в клуб, например, там как бы цель, куда мы пошли, клуб ТАП Чорптоус, куда мы пошли. Вот. Так и пишутся, да? Вот так и пишутся, собственно, да, как бы русскую форму. Традиция сохраняется. Сохраняется, да. Даже несмотря на то, что вроде бы они по закону вот этой тюркских гармонии гласных даже, может быть, вот они как бы все-таки идут, не совсем соответствуют, но все равно вот сохраняют. По крайней мере, в словарях так дается. Спасибо, поняла. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы? Можно вопрос задать? Да, конечно. Татьяна Витальевна, у вас на 17-м слайде были примеры, где вы говорили о фонетических различиях. Вот там вместо «в» теперь произносится «б». Да. На каком основании вы делаете такой вывод? Может быть, эта буква, которая использована в латинице, она и обозначает «б»? Просто, может быть, это графика здесь, а не то, что это отражение особого произношения. Вот, да, это как-то, когда я... то есть такой вопрос возникал, действительно, но получается для... Вот в начальной позиции в тувинском вот это она П, Б, вот эти не сильно, то есть там различаются по напряжению, вот, но
то есть это правило уже впоследствии было введено, они начали вот это Б и П. Но как мы поняли, что все-таки вот мы, это, знаете, исходим из того, что все-таки в устной форме такие веления есть, и в некоторых диалектных, то есть и в диалектах тоже есть, и поэтому, скорее всего, мы почему-то связываем именно, вот, скорее всего, еще не установившиеся нормами, и поэтому как-то вот так, да, но хотя для... Я имела в виду да, не случай пол и бол, а вот там, где у вас, жалко, что вы закрыли презентацию. Да, я помню, я слайд, ага. но там были, ну, типа, и там вы говорили о том, что вот такой значок, ну, похожий на русскую букву «В», но на самом деле в латинице это может быть буква «Б», которая отражает вот в середине слова, не в начале, а в середине. Вот почему там вы думаете, что эта буква обозначает именно звук «В», а не «Б». Ну, там вы, конечно, неправильно произношу. Да, потому что в других позициях все-таки там вот используем, то есть для звука «Б» использовалась графема «П», вот эта латинская, да, «П». И я вот из этого исхожу. Все-таки они различали, видимо, вот на письме, так или иначе. Хотя это не до конца, конечно, это первые такие попытки коллектива создавать какие-то, перекладывать устную речь на, ну, как бы на письмо. Ну, только из-за этого, наверное, потому что в других позициях, где должно реализовываться звук «Б», мы там видим активное употребление вот этой «П», ну, графемы «П», хотя они в тот момент не различались, ну, на письме. Так. Я думала, может быть, есть какие-то диалектные различия, в каких-то диалектах, может быть, сохранился звук на этом месте. Хорошо, спасибо, я поняла. Яна Витальевна, у меня вопрос появился. Вот хотела спросить, ну, допускаю, что это не входило в вашу задачу вашего исследования, да, но тем не менее, как вот старомонгольская графика была приспособлена к звуковой системе тувинского языка, насколько адекватно вообще? Смотрите, я как раз тоже этот момент, иногда вот немножко люди так могут это неправильно понять, то есть старомонгольское письмо не адаптировалось, то есть для передачи тувинского текста. Это текст на тувинском, то есть на монгольском языке. То есть это получается именно на монгольском языке, то есть переводилось все на монгольский язык. Вот. Хотя некоторые коллеги говорят, что были такие прецеденты, когда тувинский текст, ну, передавался вот графемами старомонгольского письма. Но это тоже очень интересное явление, на мой взгляд, потому что, учитывая, что практически это там ограниченное количество графем для передачи, например, гласных, там не все гласные, например, тувинские могут передаваться монгольскими графемами, и там больше все-таки согласных, как получается, как консонантное письмо. Вот. То есть там это не тувинский текст передавался монгольской графикой, да, вот старомонгольской, а именно это просто монгольский язык. Понятно. А то я подумала, что это может быть такой же опыт, как в турецком языке. Да. Но это разные. Но хотя, говорят, есть такие тексты. Я их, правда, не видела, но коллеги говорят. Но это тоже надо посмотреть. Это не как вот там в османском, то есть это который турецкий текст передавался арабицей. Нет, это тут просто отдельно монгольский язык. Ясно, понятно, спасибо. А еще вопросы? У Надежды Ивановны вопрос. Азена, скажите, пожалуйста, в настоящее время сколько газет на тувинском языке издается? Я точно не скажу, но до недавнего времени на территории всей республики было около 30 газет. Вот. То есть я могу ошибаться, может быть, чуть меньше, потому что это, то есть центральных около 10. То есть я учитываю туда, и как бы вот туда входят еще газеты на русском языке, вот, а есть еще оставшаяся часть, это районные газеты. Понятно.
Спасибо. Еще вопросы есть? Если нет вопросов, тогда позвольте перейти уже к следующему докладчику. Слово предоставляется Надежде Марковне Борисовой, кандидату филологических наук, доценту кафедры журналистики филологического факультета Северо-Восточного федерального университета. Надежда Марковна, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, все в порядке. Добрый день, Привет. уважаемые коллеги, участники международной конференции. У меня время сейчас тоже где-то по московскому, да, я сейчас нахожусь на лечении в Кисловодске. Вот у меня вот показывает уже презентацию, я попросила, да, потому что, возможно, я не смогу показать. Ага, сейчас я начну. Вот. Так, тема называется «К вопросу о нормализационном процессе словоупотребления сахаязычной прессы». Слышно, да? Да, мы вас слышим, и вы командуете, когда нужно листать, хорошо? Хорошо. Ага, ну, давайте первый слайд, ага, пожалуйста. В условиях глобализации и трансформации медиасистемы нормализационные и кодификационные процессы литературного языка принимают своеобразные гетерогенные формы. Если ранее, в XIX веке, понятие литературного языка ассоциировалось в первую очередь с языком художественной литературы, то в наше время в качестве авторитетного и полноправного представителя литературного языка выступает газетно-публицистический стиль, шире язык журналистики, массовой коммуникации. Соответственно, в условиях нациглобализации медиасистемы Республики Саха-Якутия пресса на языке саха имеет свои тенденции. Во-первых, возросла роль медиасистемы в интернете, то есть наблюдается сочетание традиционных и новых масс-медиа, таких как интернет-издания и социальные сети. Во-вторых, использование масс-медиа в качестве инструмента влияет на процессы в этнической культуре. Сегодня редакции печатных изданий Республики Саха-Якутия фактически сохраняет свою роль, и особенно в сельской местности, можно сказать, интерес к национальным печатным изданиям все еще наблюдается. Следующий слайд. Если посмотреть на историю развития языка саха, то язык наш в некотором смысле трижды подвергался реформе письма. Сначала дважды переходила в систему письма, основанную на латинице, а затем письменность была переведена на кириллицу. Теперь мы понимаем, что переход письменности на новый алфавит, основанный на обязательной русской графике, негативно повлиял на фонетическую и грамматическую систему языка саха в результате их русификации. Последняя реформа сопровождалась прежде всего процессами языкового конструирования, которые касались создания терминов и написания слов не в пользу совершенствования языка. Все это осложняло сохранение привычных нами норм словоупотребления узуса. Не будет преувеличением сказать, что этот процесс продолжался вплоть до 90-х годов XX века. Академик Петр Алексеевич Слепцов глубоко понимает, что в современных условиях обработка, стабилизация, укрепление норм литературного языка саха имеет первостепенное значение, определяя судьбу самого языка. В этой связи следует отметить, что 14 февраля 2001 года впервые произошел переломный сдвиг в написании языка саха. В частности, правительством Республики Саха-Якутия были приняты и утверждены новые правила орфографии языка саха, основанные преимущественно на фонетическом принципе языка саха. В настоящее время радует то, что после переиздания орфографического словаря Саха-Басуру-Якутска 2015 года и выхода многолетнего труда ученых ИГИ, Института гуманитарных исследований, 15-томного большого толкового словаря якутского языка 2018 года среди сахаязычных журналистов наблюдается интерес к уникальным образованиям со специфическими средствами языка оригинала. Предметом рассмотрения в данной статье является нормализационный процесс словоупотребления в прессе на языке саха, поскольку помимо графики, гетерогенность наиболее отчетливо выявляется именно в лексических нормах языка. Важно отметить, что письменная литература
языка саха с самого начала своего существования нашла отражение в первых якутских газетах и журналах. Как отмечает Петр Алексеевич Левцов, в этих изданиях появились первые вполне выразительные ростки особого публицистического стиля, а также терминологического употребления якутских слов социально-политическим смыслом типа «кыныль» – свобода, «кырдык» – правда, «тенбрав», «саналох» или «эргелох» и прочее. Следующий слайд, пожалуйста. Язык саха, как известно, сильно отличается от русского языка по своей фонетике. Эти языки являются антиподами, так как относятся к разной группе языков, тюркской и славянской. Поэтому русские слова в произношении саха подвергаются значительным изменениям. В частности, в словах изменяются место и характер русского ударения, изменяется длительность и качество гласных, мягкость и твердость согласных, нарушаются границы русского раздела. Одним словом, произношение всего слова приводится в соответствии с нормами якутской речи. Это обуславливается тем, что в одном языке не может быть двух фонематических систем, двух типов словесного ударения, двух разнородных систем слогораздела и различных правил акцентологии, интонации, логического и фразового ударения и так далее. Таким образом, следует отметить, что кодификация орфографической нормы взаимодействует с нормализацией и кодификацией произносительных литературных норм. Следовательно, на наш взгляд, вокруг современной якутской орфографии будут возникать спорные моменты, и это будет вызывать дискуссии до тех пор, пока, как нам кажется, не изменится качество и свойства якутского алфавита и графической системы. Характерна также принципиальная незавершенность кодификационных процессов, о котором мыслят лингвисты разных стран, поскольку со временем всегда будут выноситься коррективы в обновление языка и коммуникативной ситуации. В любом случае, как отмечала Наталья Николаевна Семенюк, крайне необходим диалектический подход к этой проблеме. Следующий слайд, пожалуйста. По мнению исследователей, лексика является наиболее подвижной, изменчивой частью языка, поскольку на нее в большей степени влияют социальные факторы, чем на другие уровни языковой структуры. Соответственно, языковая норма, как и нормализация лексики, также многогранна и сложна, чем в других областях литературного языка. Так, любой язык обогащается за счет рождения новых слов, также развивается за счет заимствований из других языков. В частности, терминологическая лексика сахаязычной прессы на протяжении всего своего развития активно использовала как внешние, так и внутренние языковые ресурсы. Итак, формирование терминологической лексики языка саха происходило в периодической печати, так как в период становления советской власти переводные тексты, освещающие общественно-политические события, занимали центральное место. Например, в 20-е и 30-е годы в связи с развертыванием собственных ресурсов языка саха созданы такие слова-термины типа «перейти учреждения», «наука», «коллективизация», «салаячий руководитель», «оксугу борьба», ну и так далее, и многие другие. Также в эти годы в лексику народа саха вошло большое количество заимствований типа «чей», «багиба», «бробо», «бахар», «магахын», «хортупуй», «сибекки», «берсер», «оскола», «хахыт», «букуба», «урок» и другие. Следует заметить, что с самого начала развития письменности лексика языка саха была открытой для массового проникновения русских слов, обозначающих новые предметы и понятия, связанные с социальным переустройством. Считается, что этому способствовали высокий престиж русского языка, а также социально-политические условия победы революции, затем гражданской войны и, конечно же, традиционные культурно-исторические связи с русским народом. Считается, что для развития и обогащения языка народа наиболее продуктивным было все-таки дореволюционное заимствование. Почти 3000 русских слов в дореволюционное время были полностью освоены языком. Однако наиболее интенсивное вторжение русизмов, не заимствования, а русизмов и интернациональных слов терминологического характера происходило в 60-е и 70-е годы.
Так, слова и устойчивые сочетания слов переходили из русского языка в язык саха непереведенными, то есть без изменения звукового состава. Например, автор, армия, археолог, бюджет, ветеран, водопровод, вокзал, ну и другие. Считается, что удельный вес русизмов, заимствованные особенности, был значительный в языке прессы, до 42% словарного состава. Следующий. Ой, можно еще. Конечно, заимствование вот языков наблюдается у всех народов и во все времена. Оно, несомненно, происходило и в древних языках. Чем больше культурных и общественно-экономических связей между народами, тем больше, можно сказать, взаимное влияние их языков. Естественно, источником языковых влияний обычно были народы, обладавшие более высокой материальной и духовной культурой. Они представляли более совершенные и новые для другого народа вещи и понятия. Это явление происходит на протяжении всей истории народа. Поэтому трансформация в лексике происходит в соответствии с новыми его потребностями. Так, следующий слайд, пожалуйста. Начиная с 90-х годов, в годы радикальных перемен в общественно-политическом строе и экономического уклада общества, произошли резкие изменения в развитии лексики языка. Так, некоторые из ранних русизмов и интернациональных слов были изменены в эти годы в пользу исконной лексики. И сегодня такие термины, как бахалык глава, джахалта администрация, ну и другие, да, вы видите, да, на страницах. Ну, сейчас в настоящее время вот успешно функционирует на страницах сахаязычной прессы. Надо сказать, что изменение языка, ведущую роль играет целая парадигма факторов политических, экономических, социальных, культурных и психологических. Следует признать, что в современном якутском языкознании имели место случаи отступлений в орфографировании заимствованных слов. Так, в ранее изданном орфографическом словаре якутского языка Сахалыта-Басуи 2001 года было приложение, которое позволяло писать некоторые слова, около 640 слов, с русско-якутским вариантом. В словаре вошло около 41 500 слов, а в 2007 году орфографический словарь был переиздан без изменений и добавлений. Надо сразу отметить, что газета КИМ до 2005 года в основном сохраняла свои первоначальные лексические формы основ. Например, таким словам, как чиновник, республика, правительство, делегация, журналист. А в 2006 году происходили изменения иноязычных слов в сторону заимствований. То есть слова подчинялись правилам якутской грамматики и писались согласно законам фонетики языка саха. Чиновник, республика, брехтовство, журналист. Как видно, всего в промежутке одного года иноязычные слова на страницах переняли якутскую форму, то есть адаптировались. Следующий слайд. Вот не надо, вы, по-моему, меня вот опережаете. Кроме того, издание КИМ в последующие годы, надо вот даже дальше, впереди еще, вы несколько раз, вот это, следующий слайд, пожалуйста. Так, остановитесь. Кроме того, издание КИМ в последующие годы, соблюдая фонетический принцип языка саха, самостоятельно пыталась адаптировать, то есть якутизировать русизмы и интернациональные слова, неизмененные орфографическими словарями Сахалыта-Басуи 2001 и 2007 годов. Другими словами, газета не ограничивалась общепринятыми нормами литературного языка саха. Нам кажется, не будет преувеличением, что газета в свое время совершила, можно сказать, революционный переворот в словоупотреблении. Позиция КИМ объясняется тем, что издание предназначено народу саха, поэтому, возможно, заимствованная лексика с народно-разговорной окраской позволила быть тогда более доступным для их читателей. Мы можем привести некоторые новаторские примеры из них 2008 года. В нем значительное место занимает экономический и политический термин с народно-разговорной окраской. Например, коррупция, компенсация, история, институт, комсомол. Следующий, пожалуйста.
Конечно, вот нормализационные и кодификационные процессы литературного языка, и особенно процесс нормализации употребления лексики, сложное явление. Если КИМ восприняла это преобразование, так сказать, одухотворенно-творчески, то главная газета Республики Саха-Сырья в 2008 году все еще не подчинялась новым принципам якутской орфографии. Так, на странице газеты КИМ иноязычные слова пишутся согласно законам фонетики языка Саха, а в газете Саха-Сырья словоупотребление сохраняются лексические особенности руссизмов и интернациональных слов. Мы тоже вот привели некоторые случаи их разногласия. У меня примеров очень много, да, из газет. Вот, просто я слова могу, да, бриллиант, бриллиант, бюджет, бюджет, вертолет, вертолет, ветеран, ветеран, газ, газ, государство, государство, министерство, министерство, министерстве, губернатор, губернатор, депутат, депутат, кандидат, кандидат, компьютер, компьютер, культура, культура. Это в 2008 году разные вот вариативные, да, пишутся вот на странице газет. Следующий слайд, пожалуйста. В последние годы лексика языка Саха пополняется в значительной степени за счет терминов. В современных сахаязычных газетах прослеживаются такие способы передачи русских и интернациональных терминов, как эквивалентная передача, фонетизированное написание, калькирование, а также смешанное заимствование. Таким образом, специфическими закономерностями образования терминологической лексики сахаязычной прессы являются способы терминологизации путем сужения и расширения значений многозначных слов, терминообразования с помощью специфических средств языка оригинала и путем универсализации терминообразующих аффиксов, а также терминозаимствования по способам передачи из русского языка и других, проникающих через русский. Не секрет, что сегодня многие активно употребляющиеся иноязычные слова-термины на страницах сахаязычной прессы имеют по нескольку вариантов. Соответственно, нам кажется, актуальным представляется проблема вариантов языковых единиц. Многие ученые, филологи считают, что языковые варианты неизбежны и как исторический факт всегда существовали, считается даже естественным следствием развития языка. А также, с другой стороны, можно подумать, что существование различных вариантов одного и того же слова в прессе свидетельствует о том, что норма литературного языка все еще находится в состоянии формирования. Для якутского языкознания особенно многогранное, сложное явление – это фонетическое освоение иноязычных слов, так как поток русской и интернациональной лексик буквально расшатывает традиционные устои и нормы якутской речи. В целом, нормализационные процессы, обнаруживающие столь сложные соотношения со всей историко-культурной ситуацией, а также трансформацией медиасистемы в условиях глобализации, определенным образом представляются в качестве литературного языка. Спасибо. Спасибо, Надежда Марковна. Пожалуйста, вопросы к докладчику. У меня вопрос. Да, пожалуйста. Ага, Надежда Марковна, вы говорили, что вопросы вокруг якутской орфографии не утихают, если из-за качества и свойства якутского алфавита и графической системы. Что вы тут предлагаете для улучшения или что? Ну, я думаю, прежде всего, вот надо вот как-то привести алфавит и орфографию, да, в порядок. И надо вот в орфографии вести фонетически вот то, что мы как говорим, так и нужно, видимо, вот, исходя из этого, видимо, сходить из орфоэпии. Ну, у нас фонема, они, звуки адекватно фонемно, таких различий сильных, конечно, нет. А тут... Ну, это радует, что в последнее время вот именно вот адаптированные вот идут же, да. И, конечно, я понимаю, что сложно заимствованные, тем более интернациональные термины как-то якутизировать, там, адаптировать, это очень сложно. Но, тем не менее, у нас фонетика это главное все-таки, да, и фонетическое освоение все равно нужно.
Ну, конечно, мы в якутском алфавите, наверное, ничего менять не будем, наверное. 40-го года принято вот кириллица и пишем и по алфавиту. Ну, графическую систему не нужно менять, наверное. Ну, или я неправильно поняла вот из вашего слайда. Нет, но русификация у нас действительно в советское время, особенно вот 60-е, 70-е годы, вот русификация очень сильная была, да? Из-за этого не только наш народ пострадал, народы России пострадали, да? Да, Но, так и есть. да, и, например, казахи, например, да, но они отдельные государства, конечно, они переходят на язык кириллицы в латиницу, по-моему, да? Да, Такое явление, переходит, да? ага. Ага. Ну, так как мы в составе России, это, конечно, сложно будет, но тем не менее вот адаптировать нужно. И вариативные вот слова, да, несколько вот, по несколько вариантов пишем, да, вот это тоже как-то какие-то ликбез можно провести вот среди журналистов. Я так считаю. Да, ну мы проводим семинары каждый год. Вот во время пандемии этого не было, но каждый год мы выступаем перед редакторами, перед журналистами по поводу вот якутской орфографии. Много выступаем, отправляем свои вот рекомендации издательствам. Поэтому я думаю, тут ну, больших сложностей нет. Ну, спасибо, я поняла. Спасибо. Ага. Добрый день, коллеги. Меня зовут Ольга Ивановна Семенова, я директор детского издательства. Надежда Марковна, вот вы рассказали о взрослой прессе, да? Но мы все понимаем, что пресса – это средства массовой информации, и тут слово, наверное, массовость, она все-таки ключевое слово, да? Что касается детских вот, периодических изданий и детского контента в целом, какие взгляды у вас есть, потому что мы очень много обсуждаем по соблюдению литературных норм языка, как подать, чтобы все-таки легко читалось, да, и помимо того, что мы пишем, мы занимаемся чтением с детьми в детских садах, в школах, особенности в младших классах. И те переходы, которые вы вот сейчас озвучили, да, параллели, депутат, да, губернатор, это очень, конечно, тяжело дается в артикуляционном порядке детям. Вот. И мы вот пока промежуточно делаем эксперимент, так скажем, да, то, что пишет сам ребенок, мы допускаем, чтобы параллель соблюдалась согласно старой фонетике, которая, ну, на традициях которого мы воспитывались сами в 80-е и вот в самом начале 90-х годов. То, что касается литературных произведений, которые мы публикуем в детских журналах «Чуранчик», газете «Кескиль», мы все-таки здесь придерживаемся нашей стороны параллели, где мы применяем фонетику, орфографию, вот, которую мы хотим сейчас ввести, вот как газета «Кым», да, вот как быть и какой должен быть переход вот, языка и отношения вообще, вот, чтобы привлекать внимание детей, оставить детей на языке родном, вот, какой-то механизм, видимо, нужен будет. И, наверное, вот начало мы, наверное, должны положить по итогам этой конференции тоже. Спасибо. Ольга Ивановна, у вас вопрос или вы уже переходите к обсуждению? Нет, я задаю вопрос, какие видения? Конкретно в чем вопрос? Как детей... Правильно ли то, что мы все-таки разделили на страницах наших журналов и газет вот эти параллели? Конкретно литературная норма – это то, что мы хотим ввести, и все-таки к чему привыкли учителя вот нашего возраста и чуть моложе, наверное, к традициям вот 80-х годов, русифицированные, так скажем. Нет, понятно, это орфографический принцип должен соблюдаться, единый орфографический принцип.
Дети же в школе тоже орфографию изучают, диктанты пишут, они же должен быть орфографический принцип, должен учить учитель, как бы, да? Вот. Поэтому в школе должны обучаться орфографию. А новый орфографический словарь у нас самый последний 2015 года. Этим исследуют вот наши журналисты. Вот первый черный вот был же, черная вот такая вот 2001 года вышла же первый. Вот это очень помогало многим газетам, да, сахаязычным газетам, потому что они именно Крым всегда вот соблюдала вот по нормам орфографического словаря, вот, новые вот эти ипотезированные. Дети должны, конечно, я понимаю, что дети сидят в интернете, и они хорошо говорят по-русски, но тем не менее в школе должны обучаться орфографическому принципу, как пишется и прочее. Да? И вы, вот, детская газета, конечно, специфическая, вот Кескиль, по-моему, сейчас журналом еще стал, да? Ага. Юность Северный журнал. Кескиль, например, да? Но у вас своя традиция, я понимаю, но тем не менее вы же соблюдаете, я же вижу. Но некоторые, конечно, нельзя как-то вот адаптировать, да, бывают трудности, но тем не менее все журналисты должны соблюдать вот правила орфографического словаря, единый принцип вот, орфографический словарь. Спасибо. Вот я хочу обратиться к Аяне Алексеевне. У вас проблемы с электричеством все еще продолжаются или уже все в порядке? Вроде бы, так, спасибо большое, появилась. Хорошо, тогда мы следуем программе, хорошо? Спасибо. Слово для следующего доклада предоставляется Егору Ириволевичу Николаеву, научному сотруднику института, кандидату филологических наук. Пожалуйста, Егор Ириволевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники конференции. Меня слышно? Да, хорошо. Угу. Презентация видна? Пока нет. Вот появилась. Все хорошо. Моя тема — кулинарная лексика, терминообразование на материале общественно-политического журнала «Далбар Хотун». Изучение лексики якутского языка предполагает разноплановый анализ общеякутского и диалектологического материала, создание корпуса языка и так далее, среди которых актуальной проблемой остается терминообразование. Исследование различных способов образования новых групп терминов с точки зрения привлечения материалов из печатной и электронных СМИ является проекцией развивающегося и перспективного направления якутоведения как создание газетного журнального подкорпуса якутского языка. В настоящее время газетный текст якутской периодики систематически глубленно рассматривается на предмет соблюдения орфографических правил, правописания и вклада периодических изданий в терминообразование. Я имею в виду научные труды, исследования и статьи моих коллег Акимовой Александры Спартаковны и Васильевой Надежды Матвеевны. Для выявления особенностей в плане возможности образования новых терминов были рассмотрены в рамках нашей статьи тексты рецептов журнала «Далбар Хотун» за 2011 и 2020 годы. Отличительной чертой терминов, слов и терминов — это по определению нашего доктора наук Акнешцикова Егора Никитича профессиональное потребление научной и технической областях знаний, иными словами, профессиональная принадлежность. Под кулинарными терминами чаще имеет в виду только название блюд, но название блюд — это только один из аспектов кулинарных терминов. В семантическом поле кулинарных терминов также относится лексика посуды и утвари, лексемы, обозначающие способы приготовления блюда, процесс заготовки, обработки пищи и так далее. Но все это может оформиться в качестве терминов при рассмотрении полного цикла приготовления блюд, то есть рецептов. Мы условно выделили тематические группы на основе состава блюд, способ приготовления и отнесения к кулинарной лексике как части бытовой лексики якутского языка. На слайде 3 вы видите лексику хлебобулочных и кондитерских изделий и продуктов. Журнал «Далбар Хотун» достаточно творчески относится к терминообразованию, у них собственные термины. Вы видите на экране
Köbür, например, крем. Köbürün соединенный пескалер концебан бегнется блюргенет киргет. Когда крем поостынет, на свое усмотрение можно украсть лепешки. Köbür в лексикологических источниках köbür определяется как сырое масло, разведенное вареным молоком или кипяченой водой при посредством утовки. Köbür ары, чохон, сексикай ары. Это у пекарского. Новая коннотация, как köbür, как крем, мы находим также в диалектологических словарях, например, в Садынском говоре якутского языка гирем. Это köbür, якутская масса, взбитая с теплым молоком, от русского крем. Таким образом, köbür в новой современной коннотации крем может в дальнейшем успешно использоваться и в различных текстах. Бигелек, глазурь, булочка, белым булочка дает бигелек, булочка покрываем глазурью. Капсетер, разрыхлитель. Ну, тут иногда включает другое употребление, брудгу, капсетельный код, добавь муку, разрыхлитель. Это новшество, которое чаще используется, чаще в течение, на протяжении десятки лет, используется в журнале Далбар Хатун. На слайде 4 видите лексику составных блюд. Дуалба, начинка, аранга слой, джарастах, слоеный. Обзор издания цикла «Национальные блюда якутов. Рецепты приготовления» показывает, что преимущественно используется термин «начин» от русского раньше. Например, в научно-популярных изданиях нашего метра кулинарного Иннокентия Тарбахова у него используется чаще начин, начин от русского слова начинка. Редакция журнала задала собственный термин толба, начинка от тол, становиться полным, наполняться чем-либо. Тем самым, пожалуй, нашла более оптимальный подходящий перевод для данной коннотации. Аранга, это есть другой вариант, джарастах слоеный, джарастах белом тесте, готовое слоеное тесто. Данное словоупотребление происходит от русского слова ярус, ярос. Нам кажется, что наиболее удобным, собственно, якутским термином представляется арангалах тесте, слоеное тесто, арангаламур, положить слоями, например, бисквиты для торта или состав для салата. Лексика соусов. Ну, мы видим тоже новшество терминообразования с использованием ресурсов, собственно, якутского языка. Умнюр, кляр. Умнюрда балык, дословно рыба в кляре. Томатная гылбата, томатная паста, скорее всего, образована от глагола нагы, тереть, давить, размягчать что-либо. Сюметай соус, сюметай якут, полить соусом, катайды сюметайге, в китайском соусе. Первичная семантика слова сюмен, лексема сюмен, это жидкость, сок, содержащийся в тканях растений. Кстати, в словарях такого сюметей, значение соус, пока еще не включено, это новое значение. Убагастума – жидкая приправа. Урдигор убагастума нукут сверху полить жидкой приправой. Лексика приготовления блюда. Мы из терминов, обозначенных обозначающих простой способ и процесс приготовления блюда, мы выделили два словосочетания. Угуннук өмтерен бугар, варить на медленном огне. Сюетолняган суен раз угуннук өмтерен бугар, очистить, промыть говяжьи кости, варить на медленном огне. Тюрбели, свернуть в рулет. Тюрбели, от слова тюрнуть, можно впоследствии трансформировать в тюрбе-рулет. Например, банановый рулет – это банан на тюрбе. Рулет все время используется, например, в других изданиях, в районных газетах, даже в других журналах мы чаще видим слово рулет, так и рулет. Но можно, как Далбар Хатун, использовать тюрбе вместо рулета. Лексика молочных блюд. Тут мы включили самое употребляемое словосочетание кёртяхсюга, жидкие сливки, которые используются во многих блюдах традиционных, не только национальным блюдом, как для использования приготовления национального блюда кёртях, жидких сливок, сбитых сливок. Жидкие сливки. Пусть это столовой нюска хоббую сюгей. 3-4 столовых ложки жидких сливок. 0,5 стакан голубец стакан кёртях сюгей. Половина стакана жидких сливок. Солюгой сюгей жидкие сливки. Это
в журнале так было. Ранее публиковал статью насчет перевода данного слова чечугей или сюгей, или кёрчах, или жидкие сливки. Там, на экране вы видите разные варианты переводов. Словарь Пекарского в Большом толковом словаре Петровой, Тамары Ивановны в русско-якутском. И ранее еще работа Николаева Самоготта. Чечугей – это сливки. Чечугей – это жидкая сливка ранее. Холбоюсюгей, нам кажется, что технологически не совсем подходит к качеству обозначения данного продукта как полноценный термин. Словосочетание кёрчахсюгея был замечен на этикетах жидких сливок турептинских сельскохозяйственных кооперативов для обозначения 25% жидких сливок. Этот термин более понятен для современного потребителя, так как кёрчахсюгея используется в основном для приготовления национального блюда кёрчах, взбитые сливки. А сюгей словосочетание преимущественно употребляющееся в текстах высокого стиля. Также в журнале мы заметили лексику кухонной посуды и утвари. Это тоже новые термины, которых мы не найдем в других журналах и газетах. Салапан саппая, это вероятно рукав для запекания. Мин хамияга столовая ложка, чай хамияга чайная ложка. Бастахмосит одноразовая пластмассовая посуда. Их издания мы не найдем. Например, чай хамья будет как чай лоската, это или маленькая королоска, маленькая ложка. А тут чай хамья. Хамья – это исконное якутское слово. Из диалектной лексики якутского рецепта можно выделить два момента. Примечательно, что иногда в современной кухне якута включаются подзабытые рецепты или даже просто названия некоторых устаревших блюд. Например, разновидности саламат. Ютнемереха саламат, балтана саламат, кёвалан саламат, эхе саламат, бардамаска саламат, судуран саламат. Во всех словарях мы можем найти определение этих саламатов, кроме эхе саламат. Почему-то его нету. Тип, вероятно, это арытебеб, осадка при топлении коровьего масла. Тенколех тип тюрах, вещая тяжелая гадальная ложка. Тип. Это тоже как блюдо отдельное мы не нашли в словарях. Интересным языковым фактом может быть, судя по всему, диалектное потребление прилагательных «ити» и «сылас». «Ити» горячий, «сылас» теплый в одном значении. 200 градусов на 30 минут поставь духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекать разогретый до 180-200 градусов в духовке. На примере приложения вы видите, что целый бит, эти бит, там игра относительно там 200 градусов, это уже не теплый, да, конечно. Но тут в якутском варианте написано целый бит, теплой духовке. Схожее словоупотребление по нашим наблюдениям было отмечено в татинском говоре. Литературно-нормативное определение «ити» – это жаркий, теплый, «ити» – чай, горячий чай. «Сылас» – дающий, содержащий тепло, теплый, «сылас» – чай, теплый чай. Но, судя по всему, градация определения теплого и горячего в этих примерах более близка к обозначению субъективного ощущения нагретый и разогретый, что дает более точном переводе. Данный языковой факт следует в будущем смотреть более детально. Ну и выводы. В рамках статьи мы рассмотрели только некоторые примеры, хотя в материалах журнала мы выявили всего около 50 удачных моментов терминообразования. За пределами нашего обзора осталось много фактов коллизии в русско-якутском переводе кулинарных терминов. Рассмотренный материал свидетельствует об эволюции газетно-журнального терминообразования, что говорит о качественной редакторской работе издания. В сложном правильном переводе с русского на якутский мы видим использование некоторых терминов без учета временного характера, например, холбуюсюгэй или чучугэй. Технология приготовления пищи и производства продукта не стоит на месте, поэтому приходится корректировать и термины. На фоне нивелирования исконной лексики и некоторого попустительства в сфере словотворчества во многих национальных изданиях республики, я имею в виду
и газет, и журнала. Термин «образование» в журнале Талбар-Платон может считать образцовым примером и применять в кулинарных изданиях на якутском языке. Спасибо за внимание. Спасибо, Егор Львович, очень интересно. Скажите, пожалуйста, я сразу вопрос задаю. Кто автор этих рецептов, которые опубликованы в журнале? Соответственно, автор вот этих терминологических неологизмов, новых терминов. Спасибо за вопрос, Наталья Никитина. Там авторов нету, не указано, это все редакции там по... каждом номере кто-то отвечает за рецепт, текст рецепта, кажется. Но я знаю, что основные новообразования придумала представительница Татинского района, Татинского улуса, писательница, поэтесса Умсура Ольга Корякина. Это она, как говорится, пионер в этой сфере. Очень здорово, потому что мне кажется, что нам к терминологической работе можно было бы ее привлекать. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы к Егору Львовичу. Нет вопросов. Спасибо, Егор Львович. Тогда позвольте слово предоставить Аяне Алексеевне Озоновой, старшему научному сотруднику Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук, кандидату филологических наук. Аяна Алексеевна, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мой доклад посвящен публицистическому стилю в алтайском языке. Это один из функциональных стилей речи, который реализуется в текстах средств массовой информации, публичных выступлениях, рассчитанных на широкую аудиторию. В своем докладе я буду пользоваться термином газетно-публицистический стиль, так как основным объектом исследования являются газеты. Газетно-публицистический стиль, как один из важнейших функциональных стилей алтайского языка, начинает формироваться в 20-е и 30-е годы 20 века. Его формированию способствовали некоторые экстралингвистические факторы, это борьба с неграмотностью, появление первых газетных изданий на алтайском языке. Первая газета – это газета «Листовка» «Кызыл Солун Табыш», «Красные устные новости», вышла 15 ноября 1922 году как приложение к газете на русском языке «Ойротский край». И она положила начало процессу становления национальной периодической печати. Технические параметры: формат 45×37, объем 2 страницы, то есть лист отпечатан с обеих сторон. В 1923 году она стала выходить уже как газета, а не листовка, и называлась «Ойротын жери, Ойротская земля». Тираж 300 экземпляров. Тираж был намного увеличен и выходила 2 раза в неделю. С 13 февраля 25 года выходит под другим названием «Кызыл Ойрот», «Красный Ойроте», и с 1948 года по настоящее время выходит газета «Алтайдың Чалмуны». И вот эта газета, она единственная такая республиканская газета. Кроме этой газеты есть еще муниципальные 3 газеты, это газеты, которые выходят на алтайском языке. В газетах, я, конечно, назвала доклад более широко, на самом деле речь пойдет о языке газет 20-30-х годах. Вот в это время в газете представлены такие жанры, как заметки, небольшие статьи, фельетоны, и в 30-х годах появляются социальные очерки. Что характерно для языка периодической печати. Да, я приношу извинения, что из-за сбоев электричества я не успела до конца сделать презентацию. Нужно отметить, что в большинстве своем статьи заметки написаны простым, доступным для простого народа словами. Язык близок к разговорному языку, но когда только речь не идет о переводных политических текстах. Тут, конечно, они сложные, когда речь идет о переводных текстах, и поэтому в скобках, как правило, дается объяснение тому или иному термину, который дается без перевода на алтайский язык. В области грамматики характерно использование форм императива, 2-го лица единственного и множественного чисел, 1-го лица множественного числа, поскольку статьи носят агитационный характер и содержат призывы.
Глагол в форме третьего лица множественного числа императива оформляется показателем множественного числа лар, что не характерно, например, для современного алтайского языка. В современном алтайском языке показатель третьего лица множественного числа не принимает показатель лар. Кроме того, характерна непосредственно обращенность к читателю, к адресату. Это достигается активным использованием второго лица единственного числа. Из трех форм первого лица множественного числа активно используется очень редко в современном алтайском языке форма алык. Что-то сделаете вместе, когда включается и адресат действия, то есть слушатель. Также для языка газеты этого времени характерно активное употребление формы настоящего будущего времени наар. Ну, это связано с большим количеством статей просветительского характера, текстах типа, например, «Будете грамотными людьми, будете хорошо жить». Активно употребляется инфинитив наарга с модальными словами долженствования типа «керек». В современном алтайском языке, инфинитивом считается форма наар в дательном падеже. Но в современном алтайском языке вот это модальное слово «керек» надо, оно не используется с этой формой, она используется формой наар, настоящее будущее времени, без показателя дательного падежа. Глагол, этот же глагол настоящее будущее времени наар в третьем лице множественного числа. В газетных текстах этого времени оформляется показательно множественного числа, что в современном алтайском языке недопустимо. Кроме того, активно употребляется вспомогательный глагол «тур» – «стоять». Для сравнения, в современном алтайском языке активен другой глагол «тят» – «лежать». Вот активное использование глагола «тят» характерно начинается с 70-х годов, и, как отмечала Наталья Николаевна Широбокова, алтайский язык позже включается в процесс активного использования глагола «тят» – «лежать», и позже синтезации аналитической конструкции с этим глаголом, что характерно для, например, для хакасского языка и для северных диалектов алтайского языка, а также для шорского. В области синтаксиса активно употребляются селевые конструкции с инфинитивом арга. И следует отметить, что в этих газетных текстах очень активно используются конструкции с семантикой предпочтения и замещения. Вот в современном алтайском языке найти такие предложения в художественных текстах, а тем более в газетных, очень сложно. Они встречаются довольно редко. В заместительных конструкциях сопоставляются два действия или состояния с точки зрения предпочтительности одного другому. И в таких конструкциях передаются предпочтения действия в главной части, действия в зависимой части. А в алтайском языке заместительные отношения выражают монофемитные причастно-послеложные конструкции послелогом ордена. Например, вместо того, чтобы хорошо работать, много ленитесь. Также активно заместительно-предпочтительная конструкция с причастием наганча, которые передают предпочтительные отношения, они выражают предпочтительность одной ситуации другой. Чем все лето ходить на свадьбы, праздновать, поставили бы хоть 5 копин сена. Вот это является одной из особенностей газетного стиля того времени. В то же время также для языка газеты того времени характерно активное использование дефинитной полипредикативной конструкции со скрепа «не научен дезе», потому что, так как, где «не», что вопросительное местоимение в исходном падеже, учен послелог ради, из-за, и глагол речи «де» сказать в форме условно-временного наклонения «са». И вот эта конструкция является одной из частотных в современном алтайском языке. В газетах 30-х годов она используется в основном она формирует специфические такие союзные сложные предложения, обе части которых завершаются финитными формами сказуемого
И вот причина и обоснование, которое содержится в главной части, она как бы комментирует уже сообщенную информацию, объясняет, мотивирует поведение участников ситуации. Ну, например, дети не могли перейти реку, потому что река, оказывается, унесла мост. Еще одна из особенностей, в общем, для меня было это очень как бы своего рода открытием, потому что вот эти конструкции очень редки в современном алтайском языке. Следующая конструкция – это с послелогом полгой, и она формирует такие конструкции со значением не то, что учить, вот, например, мне встретился в тексте, где письмо жены, жалоба на своего мужа. Он не то, что учиться читать, даже буквы не хочет учить. И вот эти конструкции, когда не то, что что-то делать, а вот хочет что-то другое. Ну, такие конструкции очень тоже частотно. В названиях передовиц используются неполные односоставные предложения. За новые победы в борьбе за урожай. Но это характерно вообще, конечно, вообще для газет этого времени. В области лексики значительное место занимает диалектная и разговорная лексика. Ну, наблюдается, конечно, словотворческая деятельность, наблюдается формирование общественно-публицистической лексики, поскольку много переводной лексики. И нужно отметить, что большое количество русизмов, официальных текстов, которые плохо адаптированы, и поэтому часто в скобках дается объяснение простыми словами. Вот если для сравнения взять современную публицистику, то сейчас в настоящее время наблюдается развитие лексики, вот именно вот такое общественно-политическое за счет внутренних ресурсов алтайского языка. Ну вот это у меня кратко про язык газета того времени. Я хотела бы отметить, что в настоящее время на алтайском языке у нас 14 газет. Вообще в Республике Алтай 14 газет, из них на алтайском языке 4 газеты и издается 1 детский журнал. Из этих 4 газет, 1 газета является республиканской, и 3 газеты, они районные. Ну вот, мне краткое сообщение. Спасибо. Спасибо, Яна Алексеевна. Пожалуйста, вопросы к докладчику. Вот у меня тогда, Яна Алексеевна, вопрос такой. Вот что, несколько примеров из того, что вы называете переводной лексикой, да? И потом вот, что вы понимаете под собственными ресурсами языка для образования там, или передачи понятия, скажем, алтайские? Вот для лексики 20-30-х годов, да, вот характерно, когда много было русизмов неадаптированных фонетически, да, например, школа, та же газета, ну, очень много революция. В современном алтайском языке, например, кроме вот эта лексика, которая приходит из русского языка, она фонетически адаптируется, либо для перевода используются какие-то, вот, знаете, близкие по значению алтайские слова, и плюс либо берутся русские слова, но добавляются суффиксы алтайские. Например, биологический факультет, биология, лык. Добавляется аффикс, да, всем известный аффикс обладания. То есть и мы наблюдаем разные тенденции. Либо какая-то часть составляется русская, да, но добавляется словообразовательный аффикс, тоже попытка адаптации, да, адаптирования лексики. Кроме того, либо берется, например, слово «холодильник», да, связано с словом «холод», то в алтайском используется слово «соотхыш», от слова тоже «холод», и плюс словообразовательный аффикс именной добавляется, место, где, ну, что-то замерзает, вот такое. Сначала оно, знаете, воспринималось как искусственное. Это слово появилось в 90-х годах, а сейчас оно у нас стало обычным, нормальным. Понятно, что что-то язык оставляет, а что-то уходит, как, ну, не остается в языке.
И также вот в синтаксических конструкциях тоже, если раньше брали конструкции прямой перевод с русского языка, например, особенно союзные средства, союзы использовались, то сейчас используются в основном, привлекаются послелоги, сочетание разными падежными формами причастий. Спасибо, очень интересно. На самом деле, вот у нас тоже такие же приемы существуют, и вообще та же проблема стоит. И вот мне в этом плане очень понравился холодильник, да? Вот по такому же принципу образовано слово в турецком языке «буздулабы», что переводится «ледяной» или «ледовый шкаф». А придумать для холодильника ничего пока еще не можем. Подобрать что-то более подходящее или перевести удачно. Холодильник у нас так и будет холодильник. Понятно. Еще вопросы, пожалуйста. Спасибо. Да, Надежда Ивановна. Ирина Алексеевна, Да? скажите, пожалуйста, в ходе становления, развития и в современном состоянии языка публицистики, да, на алтайском языке, Да. идет ли процесс перехода от синтетизма к аналитизму, вот, о котором говорила Наталья Борисовна по поводу хантыйского языка? Да. Спасибо большое за вопрос. Знаете, вот публицистики, вот особенно переводной, в 20-30-х годах начало наблюдается довольно активное вот использование союзов, именно русских союзов, да, но она была не всегда понятна, поэтому очень часто было характерно, когда в скобках давалось объяснение вот всего предложения. Простыми словами, да, это когда идет просто бессоюзное предложение, через запятую простыми предложениями переводилось, то в современном алтайском языке, да, наблюдается, в области синтаксиса наблюдается использование, знаете, скреп союзных слов для связи частей сложного предложения. Это в области сложного предложения, да, это наблюдается. Но все равно, конечно, ведущим остается синтетический способ. В основном вот эти средства, аналитические средства связи используются для передачи каких-то нехарактерных для алтайского языка типов отношений. Например, там, знаете, чем сложнее становится жизнь, тем они становятся, вот у меня было предложение, чем сложнее становится жизнь, тем люди становятся изворотливее, типа вот такого типа предложений. Они не характерны для алтайского языка, вот при помощи местоимений. Спасибо, Ирина. Спасибо всем. Да. Если нет других вопросов, то будем считать, что мы успешно завершили программу нашей секции. Нам нужно, если есть на то, так сказать, вот какие-то соображения, сформулировать какие-то дополнения к проекту рекомендаций. Будут у нас какие-то пожелания в этом плане или нет? Ну и потом обмен мнениями на самом деле по существу сегодняшнего разговора, если у кого-то возникло какое-то мнение по этому поводу. Пожалуйста. Дорогие коллеги, можно высказаться? Да, Наталья Борисовна, пожалуйста. Я бы хотела обратить внимание на то, что любые попытки реформировать письменность, они очень и очень болезненны. И когда звучат предложения «давайте приблизим письменную речь к устной речи», к тому, как мы произносим, это иногда обманчивая легкость. Вот, например, когда для русского языка совсем недавно возникла вот эта вот информация, что будет принят краткий свод правил, и он будет утвержден на правительственном уровне, часть народа возликовала, потому что подумали, что вот сейчас мы приблизим письменность к тому, как мы реально говорим. И даже некоторые лингвисты начали выступать за это. Но ведь все мы филологи, и мы обучались курсу фонетики, и мы знаем, что
реально мы говорим совсем не так, как мы пишем. И если даже русскую попытаться орфографию приблизить к произношению, то для любых людей это будет намного сложнее. Мы ведь знаем, что есть редукция, она есть в первом предударном, в заударном слоге, есть разные редуцированные звуки после твердых, после мягких согласных. То есть вот это ощущение того, что писать, как мы слышим, легче, оно обманчиво. И мы на этом месте можем наплодить большое количество очень сложных и совершенно ненужных правил. Я думаю, что есть еще одна важная сторона, связанная с тем, как публикуются книги для детей. Мне кажется, что очень опасно в литературе для детей использовать какие-то другие обозначения или как-то упрощать письменность, потому что этим детям неизбежно придется идти в школу, а потом им придется единый государственный экзамен. И это такой стандарт, к которому сейчас, ну хорошо это или плохо, но мы должны прийти. Я думаю, что нет ничего плохого в том, что письменность стандартизована, потому что орфографические нормы, они облегчают восприятие. И если мы каждый раз встречаемся с текстом, написанным по-разному, то, конечно, мы поймем его смысл, но мы затратим на его распознавание значительно больше времени. И даже поисковые программы, которые сейчас в интернете существуют, они в какой-то момент будут давать сбой, потому что они не смогут найти того слова, которое мы имеем в виду. Поэтому стандартизация, конечно, должна быть. И стандартизация должна быть на основе фонематического. Это не какой-то волюнтаризм со стороны лингвистов, а это сущность самого языка. Мы как-то какими-то очень условными графическими значками обозначаем фонемы нашего языка. И вот до тех пор, пока есть соответствие между фонемами и графемами, письменность будет идеальной. Конечно, идеала достичь невозможно. Тут вторгаются и какие-то традиционные, исторически сложившиеся моменты, есть диалектные моменты, и все это очень сильно осложняет ну, как бы разработку идеальной письменности. Но идеальной письменности и не бывает никогда. Просто мы должны понимать, что это условность. И мы, по сути дела, учим распознавать вот эти вот условные знаки. Поэтому мне кажется, что расшатывать нормы письменные, сложившиеся и успешно обслуживающие якутский язык на протяжении вот нескольких десятилетий, ну вот мне видится в этом опасность, потому что я смотрю на ситуацию через призму хантыйского языка, где вот вообще никаких норм нет, и это, в общем-то, плохо. Поэтому нужно очень бережно относиться к тому, какая письменность уже сложилась, и если вносить какие-то коррективы, то делать это очень взвешенно, обоснованно и опираясь на лингвистические традиции. Спасибо. Уважаемые коллеги, меня слышно? Да. Ага. Значит, я вот что хотела сказать. Я вообще абсолютно согласна с Натальей Борисовной, но мы как раз оказались вот в этой критической ситуации после того, как мы ввели, скажем так, новое правило в отношении правописания заимствованных из русского языка слов. То есть до того, слышно меня, да? Ага. Значит, до того, как это случилось, а это случилось в 2001 году, значит, у нас правило было такое в орфографии, утвержденной в 1975 году, что все заимствованные слова, кроме тех, которые уже освоены, то есть вошли в язык
до 2017 года, значит, они должны писаться в исходной основе, да? Но тут мнения радикально разделились, значит, образовалась оппозиция, те, кто готов остаться на прежних позициях, и те, кто настаивал на том, чтобы, значит, все заимствованные слова были освоены языком якутским. То есть вот фонетизировать. Но в связи с тем, что есть какие-то небольшие, но все-таки диалектные особенности, и, значит, произносительных норм этих слов заимствованных еще установленных нету. Значит, существуют разные варианты произношения того или иного слова. К единому знаменателю прийти невозможно. Поэтому вот Надежда Матвеевна в течение нескольких, скажем, была объявлена в 90-х годах полная либерализация до 2000 года, когда можно было писать все, что угодно и как угодно. И Надежда Матвеевна отслеживала в средствах массовой информации, что является, ну, как бы установленной нормой значит, на письме. Да? И исходя из этого мы что-то как норму уже в фонетизированном виде ввели в словарь, а то, что не вошло в словарь, скажем, это должно писаться в исходной основе. Но при этом ситуация развивается таким образом, что вот в средствах массовой информации, особенно в печатных, ну, кто во что горазд. Кто во что горазд. Более того, университет, Институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, значит, они принципиально заняли позицию якутизировать все, что можно. И уже, будучи, там многие из них, будучи членами орфографической комиссии, которая, собственно говоря, работала и над правилами, и над словарем, тем не менее, вот они, значит, принципиальная позиция, все должно быть якутизировано, и поэтому у нас сейчас разные варианты появились в правописании слова «университет». Кто-то пишет «университет», кто-то пишет «университет» и так далее. И то же самое с институтом, то же самое с факультетами и так далее. Ну, в общем, сейчас, вот в этой ситуации что вы можете нам рекомендовать, как поступить? Значит, могу сказать так, что единого орфографического режима у нас, несмотря на то, что существуют утвержденные правила, существует, значит, вот орфографический словарь, нету, и мы никак не можем добиться. Механизмов у нас нет. Мы на самом деле уповали на то, что утвержденное правительством правило – это подзаконный акт, обязательный для, ну, как бы соблюдения, исполнения на территории республики. Но это оказалось не так. У каждого свое собственное мнение, собственная позиция. Поэтому сейчас у нас мы имеем то, что имеем. То есть все пишут так, как хотят, по большому счету. И вот что в этой ситуации можно предпринять, хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо. Я, конечно, не могу здесь и не рекомендовать, могу только высказать частное мнение, что, конечно, определенная зона вариативности, да, но важно, насколько она критична. Ну, допустим, даже для русского языка мы знаем, что первоначально слово «акула» писалось двумя «к». И конечно, для русского языка не характерно стечение двух согласных в корне, поэтому ну, постепенно вот это двойное написание согласных, оно сокращается. И даже в новых заимствованиях, ну типа офлайн, там, ну и многих других, там спиннер, блогер, в русском языке действует традиция, ну, тенденция такая, что первоначально, когда эти слова входят как свежие заимствования, они сохраняют заимствованный облик того языка-источника, откуда они к нам пришли. Но постепенно в процессе освоения они вот утрачивают те признаки чужести и приобретают такой более как бы освоенный русским языком вид. Но эта тенденция, она описана, она известна. Наверное, вот эти тенденции вариативности можно пережить. Вот главное, чтобы, на мой взгляд, соблюдался базовый принцип. Инновации, они всегда будут ну, по-разному восприниматься и по-разному отражаться. Но главное, чтобы не нарушался основной принцип орфографии, ну, каким бы он ни был.
фонематическим, так фонематическим, там, историческим, так историческим. Вот он должен быть ведущим. Ну, конечно, что-то с чем-то, наверное, придется мириться. Да, проблема именно на законодательном уровне такая есть. Но вот как я вижу, были изданы определенные постановления правительства, которые предполагают нормирование грамматик и словарей языков Российской Федерации. С одной стороны, тревожно, какая возобладает тенденция, потому что можно ошибиться с выбором. Вот, например, для того же хантыйского языка, когда в 50-е годы был выбран основной диалект для развития литературной нормы, ну, был выбран определенный диалект. Но случилось так, что в первую очередь родной язык потеряли. И на этом диалекте сейчас практически никто не говорит, он практически оказался вымершим. Но кто мог предугадать, что ситуация будет развиваться именно таким образом? Ну вот у хантыйского языка, я думаю, проблема именно с тем произошла, что был неверно выбран диалект в качестве опорного для развития литературной нормы. И если законодательная работа будет осуществляться, ну, в таком нормальном ключе, то я думаю, что вот мы сейчас можем оказаться в ситуации, сопоставимой с ситуацией 30-х годов по своей значимости. Начали разрабатываться алфавиты для ранее бесписьменных языков. Это, безусловно, был мощнейший прорыв для развития языков нашей страны, потому что многие языки получили алфавиты, получили письменность. И вот если на таком рациональном, разумном законодательном уровне будут приняты ну, какие-то механизмы, позволяющие регулировать, то я думаю, что для развития языков это будет большой шаг вперед, потому что ну, введение средства массовой информации, конечно, они должны жить по каким-то единым правилам. Не может быть, чтобы одна традиция, в средствах массовой информации существовала другая традиция. Мы просто получим поколение и поколение бесписьменных людей. Они могут хорошо говорить на родном языке, но мы знаем, что они сейчас и все хуже говорят на родном языке. Поэтому стабильная письменная традиция, она будет закреплять эту норму, она будет способствовать сохранению языка. И вот весь вопрос будет в том, как сейчас эта законодательная деятельность будет проходить. И, наверное, нам с вами, вот с нашей стороны, тоже важна активная позиция. И, наверное, при обсуждении этих процессов мы должны принимать самое активное участие вот в этой законотворческой деятельности. Спасибо, Наталья Борисовна. Вы знаете, что я вот о чем думаю. Мы вообще средства массовой информации, почему, собственно говоря, вот сегодня у нас секция появилась, средства массовой информации воспринимаем как проводник вообще вот на самом деле нормализации языка, да? Но, тем не менее, вот сейчас, видимо, все-таки, особенно молодежь и прочее, мало кто читает газеты. Вот что я хочу сказать, да? И вообще практически до школ ни наша орфография, ни наши правила, ни то, что пишут газеты и так далее, вообще не доходит. Что касается школ, насколько мне известно, они в основном сидят вообще на старых правилах. Вот то, что наше нововведение 2015-2001 года, до них вообще практически не доходит. Несмотря на то, что вроде бы и тираж неплохой был орфографического словаря там с приложением правил и так далее, не доходит. Поэтому у нас основное население, вот те новинки, которые появляются в отношении и орфографии, и, значит, правописания вот этих заимствованных слов, не воспринимают. Или воспринимают очень болезненно, и то ли дело время от времени в газетах появляются вот такие дискуссионные площадки, да?
Но на самом деле вы правы, я с вами совершенно соглашаюсь, что на самом деле нужен законодательно утвержденный механизм какой-то. То есть нам нужно разработать механизм, так ведь? Механизм внедрения в практику вообще единого орфографического режима. Мы можем вот это включить как предложение вот в рекомендательную часть резолюции конференции, да? Да, я считаю это очень важным. Вообще Хорошо. проблемы, связанные с регуляцией письменной нормы, конечно, нужно включать в резолюцию. Это насущная проблема, насущный вопрос. Хорошо, спасибо большое. Какие еще будут предложения? У кого какие мнения еще? Интересно было бы послушать. А мне кажется, еще вот я в школе работала, поэтому нужно вести тоже школьную программу, да, обязательную вот, орфографию, которую вот по последнему вот, 2015. Они же пишут диктанты, и надо вот это требовать, орфографические вот безграмотность тоже можно устранить среди школьников. Это обязательно. А молодежь-то должен быть образованным, как бы правильно писать, да? И, конечно, журналистов нужно, нынешних журналистов тоже вести надо вот ликвидацию вот такой орфографической грамотности. Спасибо. В школе вот это надо обязательно. Как отдельный предмет или как что? Ну, как это? Вы знаете, что вообще я встречала, что существует, вот в отношении русского языка, орфографии русского языка, существует специальное положение при школах о соблюдении орфографического режима. У нас такой практики нету, но я такие положения встречала в интернете. Я не знаю, вот это сверху как-то спущено или инициатива отдельно взятой школы? Мне кажется, обязательно это вести надо. Потому что они же вырастут. Мы же вроде составляли режим, Наталья Никентьевна. Ну вот проект у нас был, но он так вот канул в недрах правительственных структур, так будем говорить. Можно, если можно, я хотела бы поделиться, вот, знаете, такая же схожая ситуация у нас в Республике Алтай. Слышно? Надежда Марковна, вас отключите, пожалуйста, микрофон, вас слышно громче. Да. Институт алтаистики в Горно-Алтайске в 2020 году приняли и выпустили новую орфографию алтайского языка. Но она так и осталась тоже большим тиражом, было распространено во все школы, во все учреждения, но все осталось тоже в бумажном виде, поскольку в первую очередь школа продолжает работать по старым правилам. Многие нововведения приняли в штыки, это очень активно обсуждалось на всех уровнях. Ну вот школа, понимаете, мне кажется, всегда, когда какие-то новшества, она вызывает всегда какие-то опасения, и многими вещами можно не согласиться. Что берется за основу, особенно для такого языка, как алтайский, где все-таки алтайский литературный, сложно сказать, что он окончательно сложился. Большое влияние говора, большое влияние диалектов. И вот это стремление нормализировать, стандартизировать язык, это необходимо. До сих пор нету, знаете, полного орфографического словаря алтайского языка. И, конечно, школьникам ориентироваться нужны такие нормативные словари, они остаются одним из острых проблем. Но вот тоже выпустили свод правил, ну, она осталась. Хотя обсуждалась широко, но, к сожалению, так и в практику не внедрили. А что-то в этом направлении предпринимается для того, чтобы как-то вот выправить ситуацию, что ли? Ну, пока, знаете, все на уровне обсуждения. Причем это второй вариант был. Первый вариант правил, она была сразу как-то отклонена, потом вот следующая вот разработана. Ну, так и
Тем более, вот если последние словари алтайского языка, которые вышли в 2018 году, вот русско-алтайский, алтайско-русский словарь, они тоже сделаны на старых правилах. Вслед же позже, к сожалению, вот этот свод правил выходит позже, и тоже вот опять теряя все ориентацию пользоваться этим словарем как нормативный, но она сделана по старым правилам. Ну, сложная ситуация. Я думаю, что эта ситуация, она характерна для многих языков Сибири. Проблема орфографии, ну, также и пунктуации. У нас тоже она разработана еще Александрой Ивановной в 80-м году, а изменения в языке наблюдаются, конечно. И тем более вот эти свод орфографических правил 80-х годов, многие явления, они не вошли, как бы в школе нужно, как прописывать те же адаптированные русские слова, заимствованные, да, новые конструкции, которые появились под влиянием русского языка, как ставить знаки пунктуации, она все варьирует, вариация у нас большая. Спасибо. Спасибо, Яна Алексеевна. Надежда Ивановна? Мне кажется, что само сообщество вряд ли когда-нибудь договорится и придет к единому мнению, потому что каждый будет отстаивать ту привычку, ну, с которой он сроднился. И здесь очень важна позиция сверху. Она не должна быть такой там насильственной или искусственной, но все-таки это должно быть на уровне законодательства предусмотрено. Иначе вот, ну, мы получим то, что мы сейчас видим для всех языков, для многих языков, для многих народов. Нет общей традиции. Это, конечно, тормозит и развитие языка, и степень сохранности языка. Поэтому вот я бы приветствовала законодательные решения сверху, обязательные для исполнения, как в школе, так и в средствах массовой информации. Хорошо. Вы знаете, что на самом деле у нас вот совершенно оказывается правильное представление, судя по тому, что у нас, ну, вы примерно говорите то, что мы предусматривали в прошлом или в позапрошлом году, разрабатывая так называемое положение об едином орфографическом режиме. В рамках этого положения у нас были конкретно даны задания, значит, системе образования, системе общего образования о том, что, значит, должны быть разработаны вот такие положения о соблюдении орфографического режима в школах, и плюс еще, значит, адресовано это было средством, ну, не средством массовой, как у нас департамент, который вот регулирует средства массовой информации. То есть, видимо, во всяком случае с них надо как-то начинать, вероятно, школа, значит, образовательная система и плюс еще средства массовой информации, которые являются, собственно говоря, проводниками вот этих норм языковых. Так, видимо, да? Тогда мы вот значит, разработать механизм внедрения единого орфографического режима, законодательно утвержденный. Примерно так, как мы сформулируем, да, свою рекомендацию. Хорошо, спасибо. Еще? Надежда Ивановна? Ну, то, что я хочу сказать, наверное, будет в некотором роде тоже повтор того, что сказала Наталья Борисовна по поводу графемы и фонемы. Так, и вот в якутском языке, допустим, до сих пор нету, и, по-моему, в ближайшее время не предполагается орфоэпический словарь. Нету, орфоэпических норм нет. Поэтому те, кто пишет, думают, что вот как я говорю, так и пишу. В общем, так и нужно писать. Поэтому мне кажется, нужно обратить внимание тоже на проблемы или в общем, на орфоэпию тоже нужно обратить внимание. И, по-моему, даже в школьной программе по якутскому языку во всяком случае вообще нету понятия, вообще нету, как называется, там не различается язык и речь, нету. Поэтому на эту проблему тоже как-то надо обратить внимание. Да. Вот рекомендацию можем это включить? Вот, да, а в рекомендацию мы
По поводу орфоэпии произношения, как мы... Может быть, Я зафиксировать таким образом, создать серию словарей орфоэпических, ну и, может быть, сюда включить еще какие-то другие словари, то есть разработка орфоэпического словаря, ну и других нормативных словарей для якутского языка. Да. Ну и вообще для языков, способствовать созданию словарей разного типа. Краткие словари, школьные словари, орфографические словари. А раньше тоже были словарь Аллахского, например, они очень краткие были. Вот такие орфографические словари надо выпускать школьникам. Для школьников нужно. Для да, школьников, да. Наверное, нужны еще словари терминологические, поскольку терминология, она, ну, скажем так, международная, и народ, в общем-то, не знает, как писать это. То ли взаимствованном через русский язык виде, или что-то самим придумывать. В общем, да. Словари различного типа. Для школьного пользования тоже нужно, конечно. Да, я вот всецело поддерживаю идею о создании именно кратких школьных орфографических словарей, потому что мне кажется, что для русского языка вот эта форма устоявшаяся благодаря вот тем, помните, маленьким ушаковским словарикам, которые, ну, у всех у нас наверняка были, которыми мы пользовались. Вот это же все начинается вот с этих словарей. Поэтому краткие орфографические словарики, предназначенные для школьников, вот это, мне кажется, очень хорошая идея. Тогда мы формулируем вот эту рекомендацию, то есть вот этот пункт в рекомендацию таким образом, что обратить внимание на необходимость разработки или подготовки к изданию кратких школьных орфографических словарей и разработку орфоэпического словаря. Может быть так? Правильно. Отдельно орфоэпический. Хорошо, спасибо. Еще какие идеи, предложения? Можно я немножко скажу? Да, пожалуйста. Наталья Иннокентьевна, можно я? Ну, не предложение, а комментарий. Вот орфографический словарь школьный был составлен в 2010 году, но на основании 2001 года орфографического словаря. Поэтому тут этот проект нужно возобновить по новым правилам 2015 года. Черновой вариант как бы уже есть. Мы тогда еще получили положительные рецензии от ИПКРО, Минобр, поэтому нужно все это обновить, возобновить потом через УМС, Минобр, Министерство образования и науки. Наверное, это уже будет вопрос решаться. Поэтому такое предложение, рекомендации, наверное, очень нужно. Ага, и еще про механизмы мы тоже очень много говорили. Да, департаменту печати, и тогда комитет был по науке, поэтому этот вопрос тоже очень нужный. Даже о штрафах же говорили, какой-то нужный штраф за несоблюдение орфографических норм. Поэтому эти предложения хорошие. Я согласна. Хорошо. Ага, спасибо. Надежда Матвеевна, я не поняла, вы, значит, то, что вы подготовили, вы не издали еще, не успели Да, издать? да, потому что 2001 год на основании этого словаря было издано, была составлена рукопись. Поэтому сейчас этот вопрос нужно возобновить как-то. Тогда мы, значит, вот рекомендуя вот такую идею, мы имеем, у нас задел уже есть. Да, мы Марьяной Николаевной Борисовой делали. Ага. Хорошо, спасибо. Ага, Можно еще вот включить, раньше вот научно-исследовательский институт национальных школ был, но сейчас филиал Москвы, вот они тоже могут, их тоже можно включить, потому что в разработке вот этого словаря и прочее. Они могли бы больше дать тоже. Хорошо было бы. Но, видите, вы предлагаете включить в качестве адресата Институт национальных школ, да? Да, сейчас филиал Москвы они. Вот. Ага. Но, тем не менее, они учебниками занимаются, методикой занимаются, но реально они помогут. Угу, хорошо, спасибо. Еще какие идеи, предложения? Хорошо, спасибо. Если мы исчерпали, то я хочу вас поблагодарить за очень интересные, содержательные выступления. Вообще, мне кажется, что у нас на самом деле секция прошла на таком очень хорошем
уровне. Во всяком случае, лично я для себя открыла много интересного и нового в ваших выступлениях. Более того, мы получили реальную помощь в том, как мы должны дальше двигаться в плане утверждения орфографического режима и вообще решения проблем орфографии. Поэтому хочу вас всех поблагодарить за ваш отклик, за ваше участие, за ваши ценные идеи и информацию. Спасибо большое. До следующей встречи. Спасибо вам. Спасибо. До До скорой свидания. Большое спасибо за Спасибо. организацию такой Спасибо. насущной и важной конференции. Мне кажется, что она очень в строку в связи с теми правительственными намерениями, которые мы наблюдаем. Спасибо вам огромное. Очень жаль, что мы не смогли встретиться лично, ну, хотя бы в таком формате. Ну, вы знаете, сначала мы замахивались на ой-ой-ой, какую конференцию мы хотели, но просто в конечном итоге деньги не нашлись для того, чтобы всех привести. То есть практически мы никого в режиме онлайн все происходит, я так поняла. Кто смотрит? Онлайн спасает нас, объединяет. Спасибо вам. Да. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. До свидания. До свидания. Пока-пока. До свидания. Пока.